Снова здравствуйте. Разрешите представить вам координатора, то есть ректора Учебного университета. Неправильно употребляете категории. Ректора сначала. Нет. Ну, вот ты разрешишь мне представить? Нет. Татьяна Мудавская, которая сейчас вам расскажет все, что нужно, а то, что нужно, никто, кроме Татьяны Мудавской, собственно, не знает. Поэтому... Мощное введение. Да. Ну, на сегодня у нас такая задача разобраться, в принципе, с программой нашей школы, зрозуметь, что мы будем робить, где мы будем робить, на что мы это будем робить. Ну и со своего боку я представлю вам то, что напрацовано нами, ну а вы уже ті в голос, ті самі з собою будете думать, что з этим робить и як адносно гэтага самовызначацца. Вось. Я думаю, что у меня будут такие две частки. Первая это, может, больше короткая, это такие контексты вольные самой школы, ну а другая уже программа. Я тут надруковала вам программки, и там яна амаль падобная на то, что я рассылала. Там, правда, может трошки меньше тлумачэнняў, затое з боку есть вольное место. И вы можете гэтым вольным местом користаться, как себе что-нибудь позначать, записывать, питание, рассказы. Я бы додал, не можете? Тоді з контекстом. Ну, як ви ведаєте, у нас починається... Кто не взял осадки, там остается 10 есть. Школа магистров Гульни методологичная. Вы все ведаете, что у нас больше методологичная есть еще 3 в этом году школы магистров Гульни. Тих, хто був на Гульні, бачив частково удельників, чув які розважання. Откуда это взялось, и что это такое, и что, ну, в якім контексте, в яких рамках мы разглядаем эту школу. Мы гэта методологічная супольнасць, батьком якой з'являецца Владимир Мацкевич. Ну, Про маці не промовчу. Про маці промовчу, бо маці няма, і он як непорочное зачатие отбылося. Единственный случай мифологической истории, когда нечто родилось без участия женщины, это Афина Паллада, вышедшая из черепушки Зевса. Ну, я так и думала, что вы сейчас ведете до демиургического и божественного. Ну, так или иначе. И частка присутствует тут, и я думаю, что еще дойдем. И значная частка будет удельничать у школы в якости выкладчиков, я не веду, як это больше правильно назвать, ну, напевно, выкладчиков. Андрей Егоров, Оксана Шелест и еще подойдет Дмитрий Галиновский. Гэтым супольнасць не абмяжоўваецца, але, ну, трэба сказаць, што намінарка шырокая, яна такая трохі вольная, і з ёй вы зможаце сустрэцца з участкамі, вы зможаце сустрэцца на метадолагічным семінарі. Контекст. Ввогуле, ідэя школаў і ідэя
гэта менавіта школы іншых школаў, яна сыходзіць з патрэбаў, задач і так далей, менавіта самой метадалагічнай супольнасці. Я вось сёння падумала, што фактычна, ну, можа, не лічачы першы склад, в прынцыпе, все, хто, ну, прынамсі, зараз тут ёсць, прыйшлі у гэтую супольнасць праз школу гульнятэхнікаў і гульню. Ніякага іншага шляху ні ў кого не было, то бок школы былі розныя, але школы гэта, ну, вось якраз такая форма аднаўлення нас саміх, і я думаю, што, ну, амаль все, хто тут прысутні, 100 разоў чулі, што асноўнай формай жыцця иголкой у сэрцы метадалагічнай супольнасці з'яўляецца семінар. І фактычна ідэя, в прынцыпе, чарговай школы, яна была звязана з тым, што, ну, вось уже там колькі часу мы, ну, скажем так, спажываем напрацаванае змястоўнае, напрацаванае чалавечае, напрацаванае сацыяльнае, але, ну, не аднаўляем самі сабе, і таму вось, ну, як бы ідэя школы, яна такая вельмі простая, ну, і наўпроставая была. Але, ну, вось мы нават улетку спрабавалі рабіць чарговую школу гульні, школу, метадалагічную летнюю школу, ёсць часткі тых, хто спрабаваў туды прыйсці. Гэта была такая спроба, можа, не надта ўдалая, мы можам як-небудзь яшчэ абмеркаваць, чаму там у нас нешта не атрымалася. Але тым не менш, калі з'явіўся ідэя новага сезону і ідэя школаў, мы вырашылі, што вось у нас будзе чарговая школа метадалагічная, школа гульнёвая, і то бок вось гэтыя пытанні аднаўлення жыццяздольнасці, развіцця метадалагічнай супольнасці для нас гэта кантэкст з'яўлення гэтай школы. Другая рамка, другі кантэкст звязаны са зместам, з тым, што мы завем гульня. Я уже казала, што вся супольнасць, все наше існаванне, оно, ну, прынамсі, нараджаецца, аднаўляецца, жыве, ну, і там питаецца энергетыкай, гульнёй. І гульня гэта такая, ось, апроч метадалагічнага семінара, это другая форма існавання метадалагічнай супольнасці, хоць, канешне, ну, перыядычна іх там, ну, у нас вось былі перыяды даволі шчыльных гульняў, а потым там былі даволі доўгія прамежкі паміж гэтымі перыядамі, але тым не менш гэта як бы наша такая і форма існавання, і ў нейкім сэнсе фішка метадалагічнай супольнасці, і праз гульні мы намацоўваем праблемы, праз гульні мы распрацоўваем тыя накірункі, з якімі далей працуем уже, ну, в такім практычным, сацыяльным, палітычным сэнсе і гэтак далей. І ввогуле гульня з'яўляецца не толькі, ну, фішачкай метадам, але і паступова, вось, 1994 года з'яўляецца, ну, нейкім зместам, праз якім зместам уяўлення пра свет. Але, ну, мне падаецца, што доўгі час гэта было хутчэй метафарычна. Ну, вось Владимир Владимирович у 1994 годзе абмяркоўваў гульню ў Беларусь, але, ну, неяк там дапрацоўваць мы гэта сталі, вось, ну, мне падаецца, не так даўно. І ввогуле катэгорыя гульні і чалавека гуляючага стала, ну, такім зместам нашага абмеркавання. Прычым, вось, ну, не толькі ў сэнсе арганізаваных гульняў, а ў сэнсе таго, што нас цікавіць як уяўленне пра свет, як уяўленне пра чалавека, як уяўленне пра сучаснае мысленне і гэтак далей. І таму, вось, ужо, калі мы думалі пра школу, мы думалі пра тое, што справа не толькі ў тым, каб падрыхтаваць людзей да гульні, вось, ну, гульнятэхнікаў, як было дагэтуль, але і зрабіць гэта, ну, як бы школа, якая больш уцягвае людзей у кантэкст і распрацоўку гэтай катэгорыі, гэтага падыходу гульнявога, гэтай антрапалагічнай перспектывы і гэтак далей. Бо у гэтым сэнсе для нас гэтая школа, гэта, ну, такі
плацдарм працы, змястоўнай працы, практычнай працы, калі мы думаем пра гульню, на сабе яе неяк адпрацоўваем, рэфлексуем, нешта разумеем, ну і як бы ствараем яе тут. Гэта такі другі кантэкст. Ну і трэці кантэкст, гэта кантэкст менавіта летучага універсітэта і адукацыі. Калі пачалі задумвацца пра новую наступного года праграму в летучым універсітэце і пра школы, былі розныя прапановы, і вось мы вынайшлі такую назву, что у нас будет школа магистров гульни, ну и прекрасно такие пришли обмерковывать это все на университетский семинар, куда и все остальные пришли со своими школами. Там отбылся такой выбух интереса до того, что а что это у их школы магистров гульни, а у нас просто некие там школы. Мы так само, ну, як бы, у перспективе гульни хотели працаваць, і таму у нас нечакана з'явілася 4 школы магістраў гульні, кожная з сваім са сваёй спробай погляда на вось гэтую персону магістра, на ідэю гульні, больш ці менш асэнсаванага погляду, бо я думаю, што ну, частка просто была захоплена прыгожай ідэяй, но тым не менш так ужо сталася, і гэта развіць ужо немагчыма. Таму зараз у нас 4 школы магістраў гульні, якія ну, не проста распрацоўваюць там нешта сваё, але і кантэкстам іх існавання з'яўляецца спроба, ужо універсітэцкая спроба, і задача зразумець, ну, ці паставіць у якасці выніка універсітэцкай адукацыі чалавека гульні ці магістра гульні і зразумець, а як увогуле яго адукоўваць. Таму, ну, асабіста для мяне, я ўжо на гульні это казала, ну і, ў прынцыпе, у кантэксце летучага універсітэта вельмі важна наша школа не толькі тым, што ну, вось вы там прыйдзеце, штосьці атрымаеце, ці мы там атрымаем падзельнікаў, ці штосьці разаб'ем, але і тое, як мы гэта будзем рабіць, і што ў нас атрымаецца, ці мы можам гэта выкарыстаць, зразумець, як новы тип адукацыі, як новы тип чалавека, які адпавядае ну, нейкаму сучаснаму свету. Прынамсі, мы так гэта фармулюем, ну а далей ужо спрабуем штосьці зразумець. Такім чынам, вось я б сказала, што на сённяшні дзень у нас ёсць 3 такіх кантэкста, з якіх мы думалі, разумелі, планавалі, і зараз думаем, разумеем, плануем, і будзем дзейнічаць у наступныя 2,5 гады. Калі ёсць пытанні, заўвагі, давайте, па гэты час. Удакладненні, пратэсты. Ну, няма. І па гэтай частцы не будем патрабаваць. Не будем патрабаваць. Увогуле, Владимир Владимирович мне распавядаў, што все, што я скажу ад пачатку, все пролетит, тому як бы эту частку пролетели. Але это было сказано. Коли что, у меня есть до чего вернуться. Другая частка, связанная с, про якую Владимир Владимирович меня еще больше пужал, и сказал, что об этом можно не казать, но я все равно вам это рассказываю. Лучше вы не поймете. Даже не напрягайтесь. У нас заведение. Ось я разумею, что то, что у нас атрымаецца, я уже вам распавяла, тому зразумела, что гэта, ну, я думаю, что это уже все ведаюць, мы за 300 раз казалі, гэта не тое, что у нас есть шыкоўны дыдактычны план, мы вас всех тут запросили, мы ведаем, як з вас зрабіць магістра гульні, нават ведаем, что гэта такое, куды гэта потым трэба прыкладываць. Бачите, а у кружочке это что сделать? Школа магистров гульни. Не, а моя размер. Методологичная. Ступень методологичная. Так вот. Тады раз паўстала пытанне, я трохі патлумачу. Тяна казала, 4 школы у складзе летучых універсітэтаў. І тое, што ёсць школы магістраў гульні, і тое, што ёсць гульня, у нашай школе
відавочна і аб'єктивна адрозніваецца ад усяго таго, што з'яўляецца гульнёй і магістрамі гульні ў іншых школах. Таму вось гэтая нашлёпачка, она істотная. Ну і так, і вось гэты кантэкст літучага універсітэту, это не толькі кантэкст увагі да, рэфлексіўнай увагі да адукацыі, да зместу адукацыі, да сутнасці магістра ігры, але яшчэ кантэкст канкурэнцыі, пра якую мы трошкі на самой гульні абмеркавалі, канкурэнцыі з іншымі школамі у разуменні таго, што ёсць гульня, што ёсць магістр, якім чынам да яго ісці. Гэта такая змястоўная конкуренция паміж школами, якая склалася тому, что мы все взяли одинаковые назвы и вырашили, что теперь мы будем шукать разных накірунках. Так вот, чым станецца наша школа, будзе залежаць з аднаго боку, ад двух бокоў. Возьмем один бок уже існуючай супольнасці наш, і тое, з чым мы прыйшлі, часткова я тут уже распавяла, і тое, з чым мы прыйшлі. Я думаю, што тое, што у нас атрымаецца, будзе залежаць ад гэтага руху насустрач. Я толькі скажу, што это не значит, што рух насустрач в сэнсе, што зараз мы тут абмяркуем, а што нам больше хочется, а што нам больше хочется, давайте что-нибудь сярэдняе зробім. Не. Гэта будзе так складвацца. В этом сэнсе, я думаю, што у нас дастаткова моцная зброя, в тым сэнсе, каб вам штосьці прапанаваць, навязваць і гэтак далей, і моц вашага жадання, ведаў, гатоўнасці ўключацца ў гэтую агульную гульню, ад гэтага будзе залежаць тое, што у нас атрымаецца. Вось контекст наш я уже рассказала, яшчэ у нас есть, принамсі у мяне, а значит у моих товарищей, бо яны тут не супраць, есть як минимум такая, контурная мапа. Контурная мапа, по якой мы думали, выбудовывали, і далей будем думать, пакуль яна не стане раскрытыкованай ці класіфікаванай. Контурная мапа таго, як выбудоўваць наши стасункі, як выбудоўваць гэтую школу. У нас есть контурная мапа, у нас есть мэта. Я уже рассказала, и когда досылала, там я позначала 3 таких мэты. Я их позначала як універсітэцкая, то бок звязаная з гэтым развіццём зместу адукацыі і разумення гульні. Гэта развіццё ўяўленняў пра гульню, чалавека гульні, і развіццё самой супольнасці і гульні ў Беларусі, развіццё нашай практычнай дзейнасці. То есть гэта у нас ёсць. Я не ведаю, у вас нібыта таксама ёсць свае мэты прыйсці сюды, і, напэўна, ёсць свае нейкія ўяўленні пра то, як павінна будавацца адукацыя, як вы лічыце неабходна будаваць. Хоць я не ўпэўнена, што гэта ёсць, але пакуль я буду распавядаць пра нашу контурную мапу, можете думаць пра сваю. Калі яна ёсць, тады спрабаваць неяк уплываць на нашу. З чаго будуецца наша контурная мапа? Я так не памятаю. Гэта апошняя сторонка, паколькі Владимир сказал, что мы все равно где-то глядеть не будете, я апошняй стороночкой ее позначила и такі додаток. Не поглубляючись надто далеко, треба сказать, что у методологічному разумении мы вызначаем такие 3 просторы, 3 аспекты працы з светом. Гэта анталагічны, то бок уяўленне пра свет. Гэта то, што мы называем арганізацыйна-дзейнасным, то бок метады, то бок то, як
працаваць з чымсьці, пра што мы маем уяўленне. І трэці гэта каштоўнасны, аксіялагічны, прагматычны, то бок тое, што адказвае на пытанне навошта. І я думаю, што далей тыя, хто не ведае, мы яшчэ далей вернемся да разбору, в прынцыпе, гэтых трох складнікаў, але тым не менш усе яны разам складаюць наше разуменне пра такія тры тыпы ведаў, назовем гэта ў посках, бо гэта не веды звычайныя, онталагічныя, а гэта розныя тыпы таго, з чым мы працуем, калі працуем са светом. Так? Што задзейнічана? Вы так можете себе и позначить. У версии там это верхняя... Верхние три колонки. Тыпы тут ведаў. что, як, навошта. І ось гэтыя тры тыпы ведаў, з якімі тры такія плоскасці, з якімі мы працуем. І прыкладаючы, праз якія мы мыслім, праз якія мы арганізуем дзейнасць, прыкладаючы да адукацыі, спрабуючы прыкласці гэтыя тры плоскасці да адукацыі, мы сталі думаць пра тое, а куды? Куды у чалавека гэта укладаецца. І вырашыўшы, што традыцыйнае, тое, што называецца ведамі у адукацыі, гэта ідэальны план, уяўленне, гэта зразумела недастаткова. Ёсць яшчэ таксама дастаткова традыцыйная частка, гэта практычныя навыкі. Вось, вы ведаеце, што такая універсітэцкая ці такая тэарэтычная адукацыя, гэта хутчэй веды, а ёсць там рамяство. Вось все вучэльні, яны, в прынцыпе, працуюць на тое, каб людзі навучыліся як, і, в прынцыпе, ім это уяўленне пра свет не так важна. Вось, яны ўмеюць там штосьці рабіць. Калі гэта не лічыцца чымсьці надта складаным, то чалавек проста напрацоўвае нейкія навыкі ў практыцы, ён практыкуе нешта і працуе. Вось гэтыя два бакі, так ці інакш у сучаснай адукацыі прадстаўлены, хоць там можа спрошчана недзе там разам, напрыклад, там недзе з нейкімі перакосамі, вось можаце падумаць пра інжынерную адукацыю, напрыклад, чаго там больш, уяўленне пра свет ці там метадаў, ці нейкая іншая адукацыя, так ці інакш гэтыя вось, галава і рукі. Што задзейнічана ў звычайнай адукацыі? Штосьці накласці ў галаву і штосьці накласці ў рукі, якія потым самі ведаюць, што рабіць, і не надта трэба думаць пра тое, як гэты свет збудаваны, все нормально, все натрэнірована. А мы сталі думаць, што, в прынцыпе, гэтага недастаткова. І вярнуліся да меры как более представлення, да такой схемы больш традыцыйнай, калі адукацыі палягае галава, рукі, і сэрца ці воля. Ці у нейкіх сістэмах нават цела. Гэта тое, што таксама павінна быць перафарматавана, зрабіцца нейкім іншым падчас адукацыі. І вось гэта першая колоночка, якая названа у нас як месца зборкі, то бок хто, дзе вось гэтыя веды збіраюцца. Гэта ідэальны план ці нейкія ўяўленні, паняткі, катэгорыі, карціны свету і так далей. Гэта галава. Гэта практыка ці рукі, рукі толькі пашыраныя. Нашыя веды павінны збірацца ў практычным прымяненні, а не толькі ў галаве. І апошняе, волей мы гэта не сталі называць, назвалі індывідуальнасцю, маючы на ўвазе тое, што кожны з нас уяўляе ўжо як нейкая адзінка, якая адасоблівае сябе ад свету, уяўляе сябе як нейкую працяглую, у якой збіраюцца не толькі нашыя веды, а хутчэй нашыя пачуцці, нашыя эмоцыі, наша воля, наша здольнасць разумець саміх сабе і гэтак далей. І ўсё гэта ёсць тоже месцам зборкі адукацыйных нейкіх працэсаў, адукацыйнага ўздзеяння ці працы над сабой. І вось так накрыжаваўшы тыпы ведаў і тое,
куды гэтыя веды пакладаюцца, мы сабе зрабілі такую контурную мапу. Так само можете позначить себе в этих вот 3 радках снизу. У первым это что я могу и повинен ведать. У другим что я могу и повинен робить. И у нижнем радку, у 3, а хто я такий і яким я повинен бути. Вось ты унутраныя квадратики, які атрымаліся, мы паспрабавалі іх запоўніць тым зместам адукацыі, што трэба нам паспрабаваць перадаць ці арганізаваць сітуацыю, у якой вы можаце нешта атрымаць, і што вам трэба ўзяць. Гэта фармальна, тут няма дакладнага зместу, але ёсць нейкі там асноўны фармальны змест. Тады, як бы там першую назвалі, пра што я павінен ведаць, так? Ці што там? Пра што я магу і пра што пра што я магу і павінен ведаць. Пра што у працэсе адукацыі вы павінны навучыцца ведаць ці даведацца. Гэта пра карціны свету. Прычым, як вы бачыце, пра розныя карціны свету. І гэта пра самі прынцыпы пабудовы гэтых карцінаў свету, пабудовы гэтых анталогій. Вы таксама павінны ведаць пра, ведаць тэхнічныя сродкі. Менавіта ведаць пра іх, як мінімум, каб была магчымасць рэфлексіі, напрыклад, таго, што вы робіце. Гэтыя сродкі, гэта першае стаіць такое метадалагічнае, гэта схемы, з якімі мы працуем, якія з'яўляюцца сродкамі, і трэба разумець, што гэта, як гэта і так далей. І розныя мыслёвыя тэхнікі, тут пазначаны шэраг, і тут можна іх пашыраць ці звужаць. Пра іх трэба ведаць. І выкарыстоўваць умець. І у такім каштоўнасным плане пра што трэба ведаць? Трэба ведаць пра эту супольнасці, у якую вы ўліваецеся, ці то метадалагічную, ці то, можа, іншыя, і тады разумець, чым яны адрозніваюцца і так далей. Ведаць пра каштоўнасці, і з нашага боку вельмі важна, каб для вас мысленне стала каштоўнасцю, таму мы на гэта збіраемся працаваць, а вы можете супрацьліцца. А можете вы? Што я павінен рабіць, да? Што я магу і павінен рабіць. У практычным сэнсе. Калі мы тут кажам пра практыку, з аднаго боку мы кажам пра даволі шырокую сацыяльна-палітычную, гістарычную практыку, з другого боку мы тут абсалютна не кажам пра практыкаванне ў сэнсе трэніровак. То бок практыка адносіцца мэты, маштабы і так далей не да вось гэтага прасторы, у сэнсе навучальнай, а да знешняга свету. Які вы бачыце гэты свет, гэта ваш. У кагосьці ён там маленькі, як Беларусь, у кагосьці галактычныя прасторы і так далей, але практыка палягае там. Мэты практыкі палягаюць там, все палягае там. Што трэба ўмець, гэта працаваць з мэтамі. З мэтамі, а значыць са светам, у якім гэтыя мэты можна пакласці. Там яшчэ можна з аналізам свету і пакладаннем мэтаў. Без гэтага практыкі не бывае. Трэба ўмець рэалізоўваць такія формы практыкі, як праектаванне, кіраванне, праграмаванне. Зноў жа, гэты спіс можна доўжыць, але тым не менш, то бок гэта формы практыкі, формы працы са светам. І ў каштоўнасным плане трэба ўмець абавязкова даваць ацэнкі, не навуковыя, а практычныя. То бок, гэта правільна, гэта неправільна. Я буду рабіць гэта, у суадносіны з мэтамі. Я буду рабіць не гэта. І самавызначацца ў сітуацыі. То бок знаходзіць сваё месца ў тым свеце, да якога вы ставіцеся.
І індивідуальність. Може, саме складане, я думаю, для кожного з нас, ну і для нас, коли ми думаємо про те, як це можна організувати. Зрозуміло, що для того, щоб зрозуміти, яким я повинен бути, який я є, треба засвоїти те, що тичиться рефлексивних практиків, некого регулярного самопознання, критики себе і так далі. У дзейнасному плані, ну, ми це назвали плануванням кар'єри ці вибудовою свого шляху. Розумна побудова свого шляху, перебудова свого шляху, переосмысление этого шляху. Тем не менш, ну, некое такое разумение. И в опошнем кутке стоит слово самоактуализация, бо придумать, широко кажучи, ну, якби така вершина. Да? Можна ще після нашої написати ще Саме в низі, саме вершина. В самом низе, самое вершине, то бок, коли мы на индивидуальном уровне можем собрать у себе, ну, якби, свет, свою працу, практику, можна тут написать призначение типа кликания, ну, то есть разумение этого. То есть я, поскольку я еще не дошла от Гульни, то поскольку Сергей назвал это, что магистр Гульни это человек, який знижає, як там було, неупевненість у тим, що є твоїм призначенням. Ось, ну, якби магістр – це той, хто про своє практикування, він не може цю неупевненість зняти цілком, але він її знижає. Ось, я думаю, що, в принципі, зараз, я думаю, що ось володання всім гэтым, що вище у останніх квадратиках, може дозволити чоловіку знизити ось, ну, эту неупевненість, хоч вона, звісно, буде заставатися назавсёды. Ось, гэта наша мапа, глядячи на яку ми думали так, про те, як і що будувати. Ну, все. Там у практиці і у коштовностях наукошників пересічення практики і коштовностне життєладне, там идеология. Это специальное слово неправильно написано? Нет. Это в смысле... ну, как бы это идеология или идеология? Нет, идеология... И тогда идеология. Ясно. Ну, просто неправильно написано. Идеологию или какое-то знание про идеи? Ну так. Ну, просто... Она ведь идеологию. Ну, а не какую я идеологию. Идеологию. Ну, нет. Просто так было. Не усложняй. Не, я просто Андрей пытаюсь... просто громонація, я називаю. Не громонація, просто... У нас є громонація, і так само Андрій мені вірить. Навмисно зроблено, ці так. Я так і не зрозумів, про що. Ну, Проверочне слово яка. Ідея, ідеологія пишеться. Просто ідею, слово ідею. І все. Добре. Добре. Так, питання, зауваги, протести відносно цієї контурної мапи, про яку сказала Тетяна зараз. Ну, я таки думаю. А вот, раз, два, три. Нет. Давай. Я ось реально зрозуміла, ось, наприклад, практика і індивідуальність, як з гэтымі руками, отримуватися з ними буде так само праця у межах школи магістра Гульні. Як? З ними так само буде праця. Я маю на увазі з гэтымі колонками. Ну, Так. Света, глядите. Я розумію, що я Можна раз я не я? написана, то не просто так. Погрейзаю на вашем... Отдала. Это зря. Паша, Глядите, праца ідзе па вось гэтых 9 квадратах. А гэта назвы колонок і радкоў. Так. Таму праца з індывідуальнасцю будзе ось такая. Ось мені цікаво, як це буде
Можа гэта пытанне зараз не вельмі актуальна, але калі вы кажаце, што практыка ляжыць вне школы, так, то як гэта будзе, можна сказаць, як яна будзе тады пабудавана? Вы як бы будзеце глядзець на тую практыку, якую чалавек нібыта, можа быць, робіць, ці ён прыйдзе сам, я вось раблю тое. Ці гэта будзе проста відавочна, па меры таго? Не, відавочна гэта не будзе. І, ну, як бы, тое, што тут напісана, гэта не то, пра што мы будзем распавядаць. Ну, гэта, ну, в сэнсе, там, на лекцыях. Гэта тое, што павінна адбывацца падчас школы. Так? І таму з чалавекам, з намі разам, і так далее. Таня, ты на что отказываешь? Я начинаю отказывать на питание. Тому у школах, принаймні, ну, потім ми вернемося до, ну, перейдемо до самої програми, так ці інакш у вас буде, наприкінці цього року, ви оберете кожне той практичний накерунок, за яким будете працювати. Откуда ви його візьмете? Принесите з собою, бо, наприклад, він у вас є. Поверыце у тое, з чым працуем мы, і вам свайго няма, і уключыцесь у штосьці, што ўжо існуе. Ці вырашыце, што все это фігня, але вам трэба будзе паіграцца ў гэта і, ну, як бы прыдумаеце, але так ці інакш у праграме школы будзе уключана, ну, як бы, праца са светам знешнім, які знаходзіцца за межамі гэтай комнаты. Ну, я отказываю на свете питания. Слово «практика» використовується у двох розних несуміщальних сенсах. Перший сенс практики сустракається у виразах шталту. Практика є критерій істини. А другое використання слова «практика» сустракається у адукації. Калі кажуть, ось гэта тэарэтычныя веды, а ось зараз будзе практычны занятак. Ну, напрыклад, забіванне цвіка ў сцену. І вось калі вы забіваеце цвік у сцену, а ён не забіваецца, бо вельмі моцная, там, цвёрдая сцена. Вы б'еце, а ён не забіваецца. Ці з'яўляецца гэта практыкаванне крытэрыем ісціны у тым, што сцена не прабівальна? Не абавязкова. Ну, конечно. Тады. Або вось гэта выкарыстанне слова «практыка» у адукацыі ніяк не тычыцца таго, той практыкі, якая ёсць крытэрій ісціны. І мы павінны гэта разумець. Мы з вами знаходзімся ў школе. Тут будзе адукацыя. І тут будзе свая практыка. Ну, напрыклад, вы будете знаёміцца са схемамі і будете іх выкарыстоўваць. Будете іх будаваць самі, будете выкарыстоўваць і так далее. Это практыкаванне ў сэнсе адукацыйным. А вось тое, што маецца на ўвазе практыка як крытэрій ісціны, гэта падыходная рэч. І мы будзем пра гэта казаць у такіх вось, ну, там, раскладах, ці ў змесце, да, дзе будзем казаць пра праграмаванне, праектаванне, кіраванне, так далей. Усё тое, што адзін чалавек, адна асоба, адна індывідуальнасць ніколі не можа рабіць. Гэта зусім розныя сэнсы. Хоць слова адно і тое ж практыка. Але ж мы павінны наварочвацца да абодвух сэнсаў. Дякую, вось я просто не ведала, што гэта значна. Ведала толькі сваіх сэнсаў. Ну, звычайна мы скончваем школы і добра ведаем, чым адрозніваецца тэорыя ад практыкі. Але ж гэта ніяк не тычыцца той сапраўднай практыкі, якая ёсць крытэрій ісціны. Я збігаючи наперед трошки про другое розповідала, про те, що... Ну, конечно, хто ж не зразумее, што ты у гэтай мапе контурнай распавядала. Еще есть пытанне по ёй? Да, так все-таки здесь практика имеется в каком то смысле? Я теперь не понял. У другим. Который критерий истины? Так. Другим, это был первый.
Першым. Вось тое, што там ляжыць пасярэдзіне, гэта ў першым. Тогда почему он в индивидуальной... Ой, боже мой, вот Алина. Роман, Да. вот этот вот квадратик, ну или там прямоугольничек, да, где проектирование написано, видишь? Так. Он находится на пересечении организационно-деятельностного столбца Ага. и практического строки практической. Да? Ага. Так вот, когда мы говорим про оргдеятельностный план, это то, что ты можешь делать. Да. Да? А когда мы говорим вот здесь про практику, Наоборот. вот здесь, Да. вот здесь это тоже как бы аналог практики. Да. Да? Организационно-деятельностные штуки. Это то, как ты организуешь свои действия. Например, забивание гвоздя в стену. И мы это будем делать. А вот здесь практика, вот в том первом смысле, как критерий истины. И мы будем соотносить эти вещи, которые ты можешь делать руками, и те, которые как бы имеют вот, онтологический характер практики. Если хотите поподробнее, значит, открываете новейшие философские слова, точнее, второе издание под названием «Всемирная энциклопедия философии» Грицановский. Там есть моя статья «Практика». Смотрите. Еще. Забудь. Теперь сменим режим. Сейчас Таня рассказывает третью часть своего доклада. И вот здесь, Я ее рассказывать уже не буду. Мы уже пойдем читать. ну вот, здесь мы будем ее читать. И здесь вопросы, уточнения являются обязательными. Может, перед тем, як читать, я скажу, что, коли вы уважно поглядели, что тут есть больше подробно расписаны перший год на две сторонки, другие, третий расписаны формально. Але во всех годах у нас есть 5 режимов. Перший паўсюль напісаны метадалагічны семінар, гэта тое, што ёсць нашай формай жыцця і тое удзел у чым, в прынцыпе, можа кваліфікаваць паступова ваше валоданне всім тым, што мы прапануем у школе. Але мы еще вернемся, у першы год это можа быць не абавязковым, гэта ўжо професійны ўзровень. Тым не менш, ён адкрыты для удзелу, і гэта, вяртаючыся, пакуль ён не абавязковы, але пажаданы. Ёсць тое, што называецца спецыяльныя курсы, спецкурсы. Гэта тое, што мы будзем рабіць вось у гэтым складзе, то бок в складзе менавіта школы, і там будзе ісці нейкая праца, менавіта ўнутры, спецыфічна ўнутры самой школы. Тое, што называецца агульныя курсы, агульныя — это агульнауніверсітэцкія курсы. То бок у нас ёсць шэраг курсаў, якія агульнауніверсітэцкія, вы туды прыходзіце са сваімі задачамі, установками, со своим выбором и так далее, але это агульные курсы, там вы можете сустракаться с іншими людьми. Есть такая форма, як клуб. Ось, коли вернуться на ту сторонку, яку Маскевич сказал забыть, то все, что связано с этосом, з нейкими каштоўнаснымі рэчамі, з разуменнем супольнасці, з разуменнем агульнасці, гэта будзе у клубе. Потом разглядим, что подробно. И тое, про что только что указали, возникающее на другим годе, это индивидуальная групповая практика и ейная рефлексия, мы до этого вернемся. Сказали 5 таких по делу. Я неправильно. Методологичный семинар, спецкурсы, огульные курсы, клуб, индивидуальная групповая рефлексия. Йдемо по тих радках, які шерим кольором Да, их 4. виділені. Їх 4, а 5 з'являється на другим ході. Итак, методологичный семинар первый, специальные занятки другие,
агульныя курсы 3, клубная прастора 4 и индивидуальная групповая практика и рефлексия в этой практике 5. Просто на другим годзе он уже не выделены. Да, Да. А у першы год яго нема. Как зразумець, што дзе калі будзе, читаем программу. Как мы читаем программу? С конца. Ну, смотрите, все запомнили. Так потому что я говорю так, понятно. Давайте выведите это. Нет. Ну, кто? Выпускной. Давайте обмеркуем. Чем повинно скончиться? Все это безобразие. Ну, вы глядите, я так, шедевром. Я б сказала так, что вам треба за гэтые 2,5 гады распачаць і распачаць сваю гульню, ці згуляць у сваю гульню, якую напрыканцы гэтых 2,5 гадоў вы представіце як сваю гульню, представіце і пакажаце, што вось гэта зроблена мной. Зразумела, што гэтая свая гульня, я ўжо казала пра гэта, яна месцам яе разгортвання з'яўляецца не вось гэтае практыкаванне трэніровачнае, а з'яўляецца той ці іншы свет за вакном нашай прасторы. То бок вам так ці інакш трэба будзе абраць, знайсці тое, на што будзе накіравана вашая гульня, той свет, які вы будете ствараць. Вялікі ён будзе, малы ён будзе падзелены з, я думаю, што ў любым выпадку павінен быць падзелены з іншымі людзьмі. Так ці інакш, вам трэба будзе Максиму приклад. навучыцца. Складанае пытанне. А ви ж прийдіть. Ну, наприклад, ви вирішите уключитися у політичну гульню, якою веде Єгоров Андрій, і разом з ним знайти там собі місце і зробити неякі там кроки, отримати неякі виніки і так далі. Ось один варіант. Ці там, Или животноводство. или животноводство. Ці наоборот. Ось, ви, у нас тут є ті, хто там кажуть, маю свою практику, ось там толока. Так? Ось вони зараз є в нейкім стані, і вони там нешта разгортваюць. Ось ім трэба будзе гэта так ці інакш прыдзеліць, калі яны будуць там далей асэнсавана Или працаваць мне з туда к гэтым. ним прийти, увидеть, победить. Можете до их прийти, да, увидеть, изничтожить, если они пустят. Это будет прекрасно. Гэта может быть, не ведаю там, это может быть книга. Ці даследаванне, якое працуе з нейкай сферай навонкі, і калі вы там пачынаеце штосьці рабіць, і штось, у гэтым сэнсе вось то што зрабіць, праграму сваёй гульні, да, ці контурны план сваёй гульні, мы будзем пачынаць распрацоўваць у канцы гэтага года. Будзем вызначацца, хто куды пойдзе і што невядома куды пойдзе, невядома што прынясе. Але так ці інакш, гэта трэба будзе з гэтым вызначыцца. Я ўжо казала, тут можа быць, напэўна, тры такіх тыповых варыянта. Так? Гэта нешта сваё. Я думаю, што это найскладанейшы варыянт. Насамрэч. Нешта сваё, это не жартаўлівае, а стварэнне чагосьці ў знешнім свеце новага, ад якога гэты свет змяняецца, ствараецца. Другое, гэта далучэнне да таго, што ёсць ужо тут сярод метадолагаў культурнай палітыкі, далучэнне і знаходжанне свайго месца, сваё месца, свае пазіцыі, сваіх нейкіх задачаў і так далей, ці нейкая там спроба згуляцца, як прыкладна, хоць я думаю, што гэта не самый лепшы варыянт. Ведаеш, паспрабаваць, а потым кінуць. Это третий вариант? Это трэці. Ну это не зачет. Амаль што.
Я просто думаю, что это нават не то, что не зачет, а когда пачаць гэта рабіць, то ты все равно ну, як бы уцягваешься ў сітуацыю, у гульню, і потым просто ну, кінуць будзе немагчыма. Ну, ці гэта будзе пройгрыш. Таму вот. Можно так? Так. Правильно ли я понимаю, что, допустим, какие-нибудь исследования в определенной теме по принципам методологической школы, это как-таки будет тем, что нужно? Формально? Так. Просто вы еще не пошли про принципы методологічнай школы, і тому гэта не може бути просто дослідження, якое, ну, якби ви ось виконуєте, напишете і складете, ну, ось так, як Ну, у... это очень важно. Вот, допустим, Ну, справа в тым, што важна, штосьці важна ці не важна, яно зразумела, калі іншы, не вы і не мы, а той, на сферу каго накіравана гэтае даследаванне, на яго рэагуе. То бок вы уключаецеся у нейкую сферу з дзеяннем. Получает так, не только ответ, але, ну, в сенсе, отказ не в сенсе, что, ну, добрая книжечка, а практичные дзейнасныя адказы, на якія вам далей трэба будзе адказваць. Таму фармальна вы абсолютно правильно зразумелі. Гэта можа быць даследаванне, але наше даследаванне гэта звычайна перш за ўсё дзеянне, якое робіцца праз даследаванне. А як толькі вы адчуваеце сябе дзеячом у нейкай прасторы, ну, як бы все, што з гэтым прыходзіць, становится вашим жыццём. Так. Апошні з выпускаў зразумела. Рухаемся далей, то бок апошні выпускны год. Это 17-18. Что конкретно будзе у курсах, агульных курсах, клубе, индивидуальные или самые, мы зараз сказать докладно не можем. Я думаю, что это было, ну, нават так, у меня там что-то написанное есть, но я думаю, что гэта зараз разглядать не мае сенсу. И як бы до гэтага можна вяртацца далей. Ну, ўжо калі мы дойдзем до таго моменту, калі трэба будзе вызначацца, чаго яшчэ не хапае у трэці год, каб зрабіць гэты шэдэўр ці там свой крок у невядомае. Таму увесь трэці год бачым з правого боку разгортванне сваёй гульні на публічным плацдарме, прадстаўленне яе і абарона. Зразумела. Атрымліваецца запытанне. Понятно, что тут написано про университетскую гульню? Такое цікаве. Паколькі мы плануем, что у нас все ж будзе нейкая універсітэцкая гульня, то гэта значыць, што у гэтай гульні, так ці інакш, школа будзе удзельнічаць, ці школьнікі будуць удзельнічаць. І гэта з'яўляецца, ну, як бы часткай нашага супольнага існавання ў летучым універсітэце. А это значит, что при наявности гульни нам так ці інакш придется супольна, ці можа паасобку, вызначацца у сваёй ролі ў гэтай гульні. Ну, напрыклад, арганізацыя яе, ці нейкія пазіцыі, ці там штосьці яшчэ. Бо гэта будзе, ну, як бы значнай часткай нашага самовызначэння і шляху. Поскольку мы первый раз затеваем такую длинную школу на 2,5 года, да, то мы точно пока не можем сказать все, что про это стоило бы знать. Мы будем постепенно к этому двигаться. Ну, например, было бы хорошо, чтобы вот эта вот защита своей практики, да, которую вы, как бы, шедевров, ну, чтобы она проходила в виде университетской игры, например. Сможем мы до такого добраться или нет, трудно сказать. В любом случае, какая-то выпускная университетская игра будет. Будет ли она интегрально совмещать в себя игру на дальнейшее развитие и ваш выпуск, или придется развести отдельная игра, отдельно какие-то выпускные защиты, работы и так далее. Пока вот в перспективе 2,5 лет
Это трудно увидеть. Ну, по мере продвижения к этому горизонту лучше будем видеть очертания того, как это все будет выглядеть. Мы не видим, тем более вы не можете этого видеть сейчас, ну, пока не продвинулись туда. Да? Поэтому вот это в таком расплывчатом пока виде, даже не контурном, а таком очень-очень приблизительном виде можно представить себе. Но то, что игра будет, таки да. Участие всех магистров, да, возможных магистров игры в ней, как тут Татьяна пишет, делу рекомендуется, проба доклада вітається. Ой, это там это трошки, ну, нет. В смысле, простый день до 3 годины, это... Это там просто съехало. Окей. Тому мы пришли для детей. Перенести это. Куда надо? Это можно выкинуть, это оно просто Нет, что это съехало. Так же как раз на 2 дни проводные курсы. Может, Все давайте заставить. Давайте какие. Василина все-таки превращается в гульну. Или так. Может и такое случиться. Все разбиваются на группы, и это такие пленары будут весь год. Ну, коли у нас что-нибудь застанется до гэтага, вот так. Может и так. Истории известна как минимум одна игра, которая длилась почти год. Это так называемая вторая игра Георгия Петровича Щедровицкого. То есть, когда они спланировали одно мероприятие, провели его, и назвав это деятельностной игрой, они проводили это в 1979 году как случайное, ну, так сложилось. Когда они провели ее и обалдели сами от игры и от результатов и так далее, да, мы решили разобраться. Ходить не будем. А что же это такое? Что ж мы такое сделали, да? И что это мы сделали? И вот они затеяли на год еженедельный семинар по разбору этой игры. И это была так называемая вторая игра. И в результате вот этой второй игры, собственно, вырисовывался сам метод оргдеятельностной игры. Но, понимаете, это требует настолько высокой самодисциплины ума, чтобы участвовать вот в такой продолженной игре, что я не думаю, что мы за 2,5 года до этого доберемся. Уж на что самодисциплинированный ум Татьяны Водолазской, но за 10 лет пока я не уверен, что она дошла до способности сыграть игру протяженностью несколько месяцев. У меня просто велосипеда не было. Да, вот когда ты доведешь до ума все-таки школу магистров игры, может быть, тогда она сможет. Но все остальные... Тому, для того, как на 3-й год можно было разгорнуть свою гульню у знешній простор. Весь другий год треба до гэтага падрыхтавацца. Это другой листочек. Это другие, видите, сзади. Не другие, не третий, ну, наступный. Наступный сзади. Гэты год, целый год, ну там, правда, все съехало, это не глядите на это самое, на центр. Ён прысвечаны праграмаванню і падрыхтоўцы сваёй гульні. Выбудова стасункаў, набыццё ведаў і гэтак далей. То бок, гэта значыць, што фактычна за другі год ва ўсіх фарматах, якія ёсць, і па тэмах, якія звязаны з вашай гульняй, вам трэба будзе вызначацца і напрацоўваць. Итак, значит, колонка вторая сейчас является для нас принципиальной. Что значит вычеркивать? Вторая. Ее просто вниз надо. Ее просто надо на один пункт вниз переместить. Понятно, да? Да. Просто это распечатайте, потом Таня вам присылала. Вот это. Не, я даже выше. Ну, там ну, еще да. надо... Вот просто каждый пункт смещается вот на один, да? Ниже. Понятно?
И, между прочим, вот по этому поводу у вас должны быть вопросы. Это вы должны как бы себе иметь как график работы на 2,5 года. Ну, то есть до 2-го года мы еще как это не добрались. Основные вопросы будут по первому году, Ну да. я имею в виду, да? Но вот тут как бы написано, что в методологическом семинаре участие рекомендуется, да, и до конца года, соответственно, приветствуется попытка доклада в методологическом семинаре. Это, собственно, ну, как бы высшая форма вообще интеллектуальной деятельности. Если вы сможете сделать доклад на методологическом семинаре, вам уже не важен диплом магистра игры, там еще что-нибудь такое, вы можете чувствовать себя человеком. Спецкурсы удел обов'язковий. Да? Огульные курсы. Там все переплытано. Простый на 3 года. Не, переплытано, там я как Ай, бы блин. сказала. Тогда Да. диктуй, как правильно. Наконт агульных курсов. Их, ну, звичайно, буде больше, чем вы просто зможете себе фізично дозволить. І ми ну, вирішили, що буде такий принцип, що з агульних курсів, наверное, по блоках просто сформувати, що з агульних курсів кожен з вас обирає собі як мінімум 2. Обирає згодно з ну, той траєкторії, яку ви будете ну, якби, самостійно ці там, Тогда давайте уже как бы смотреть в этом смысле. смысле на первую страничку. Да? Таня, это страница программы школы, чтобы Ну, я люди сказала, тебя что- не задавали тебе глупых вопросов. Ну, казалось, что это зараз пропускаем, это... 2-й год пропускаем. Доживем еще до 2-го года и так далее. Давай 1-й год. Давай. Тут правильно нарисовано? Да? Ну, я думаю, что да. Отлично. Тогда, значит, мы дошли с 3-го года до 1-го, и 1-й год читаем по порядку. Итак, где вы будете участвовать? Ну, как школьники, магистров игры, да? Вы будете участвовать в методологическом семинаре, на специальных занятиях, будете посещать общие курсы и участвовать в клубном пространстве. Понятно. 4 места вам предлагаются для участия. Каким образом предлагаются? Это написано во 2-й колонке. Вот теперь рассказываю про 2-ю колонку. Методологічний семінар проходить по четвергам, з наступного четверга раз в тиждень. Уділ рекомендується, і для особливо одарених можна поспробувати до кінця року зробити доклад. Итак, методологический семинар. Где проходит? В этой комнате. Это святая святых методологического сообщества. Про сообщество там Татьяна вам говорила что-то, да? Выше. Это как бы ядро всей нашей жизни и деятельности. Он проходит здесь по четвергам. Четверг, вот как для евреев шаббат, суббота, для мусульман пятница, для методологов четверг. Это день, на который нельзя планировать ничего на вечер. Потому что где бы вы ни были, да, вы либо телом и душой, либо только душой. По четвергам всегда на методологическом семинаре. Здесь происходит самое важное, что есть в жизни и деятельности методологов. Вы не методологи, ни хрена. Вы только учитесь. Поэтому вот так и написано. Удел рекомендуется. Кто не будет посещать методологического семинара, человеком не станет. Ясно, да? 3-я колонка. Это для вас. Если у вас есть ручки, можете делать себе пометки. Вот пример. Если у Светланы Ермакович существует ежедневник и привычка вести ежедневник, то она садится после окончания этого семинара, этого вот нашего занятия,
открывает свой ежедневник И и вычеркивает. все четверги помечает красным цветом. Да? Чтобы никогда ничего на вечер не назначать. Кроме дел фланстера, простите. Но, видишь, она изменяет нам со своим фаланстером. Или ему. с нами. Ну, вот так и будем к этому относиться. Хотя, конечно, участие всего лишь рекомендуется. Пока. На следующий четверг вроде как схемотехника. Ну, то же самое, что про стыдим. Ну да, просто вы говорили, что в следующий четверг уже будет семинар, но по расписанию. Вот теперь смотри, какая штука. Это правильный вопрос. И тут, если вы спуститесь чуть-чуть ниже к специальным занятиям, да, вы там увидите, в первой колонке написано тренинг-семинар, схема техника. Вы в этом месте должны оценить жертву методолога. Методологи ради вас отменяю свое камлание каждый второй четверг для того, чтобы я мог проводить с вами тренинг-семинар по схемотехнике. А это уже, Светлана, является обязательным. Там сверху написано. В этом смысле жертва методолога в чем состоит? В том, что, да, в том, что остальные, они как бы в этот четверг могут душой только как присутствовать, виртуально, методологически. А для меня сохраняется, я буду с вами проводить этот четверг. Ну, это я. А остальные как Є хотят. сенс гэтага навучыцца працаваць з дошкай, каб потым быць уключаным у методологічны семінар, ну і ў педагагічную працу. На тое, як гэта будзе арганізавана, вы зараз не распавядзеце. Ну, давай мы пройдемся, если потом понадобится, я могу рассказать, потому что в следующий четверг это уже начинается, и, в принципе, можно начинать. Са спецыяльных заняткаў, якія таксама будуць абавязковымі. Гэта пятніца, праз тыдзень, ну, сёння. Мы пачынаем і праз тыдзень паўтараем. Гэта тое, што мы назвалі уводзеную метадалогію, у аснову падыходу і гэтак далей. Што гэта будзе? Паколькі у канцы года вам трэба будзе вызначыцца з тым, куды, як, якім чынам працаваць, што рабіць. То за вось гэты спецкурс мы паспрабуем, мы вам прапанаваць, паказаць тыя накірункі, якімі займаемся мы, і тыя формы працы, якімі займаемся мы. Ну, а вы ўжо зможаце праз гэта штосьці вывучыць і самавызначыцца. Бо, калі вы паглядзіце на канец гэтага году, там ёсць такое заканчэнне, нічым не пазначана. Там напісана, што гэты год павінен скончыцца вызначэннем па куратарах, так званых, і тэмах далейшай працы, з той самай сваёй гульні. Гэта значыць, што кожны, хто вырашыць застацца ў школе, павінен будзе знайсці сабе сярод, ну, прынамсі 5 членаў метадологічнай супольнасці, ну, назовем это куратара ці таго, у каго ён будзе, ну, тьютера, добра. Давайте назовем это тьютером, ну, то бок чалавека, з якім ён будзе далей працаваць па сваёй індывідуальнай траекторыі, па сваёй гульні і гэтак далей. Гэтыя 5 чалавек, это не просто хорошие люди. Гэтыя 5 чалавек будуць прадстаўляць розныя сферы і формы існавання метадолагаў і разгортвання нашай культурнай палітыкі. Яны тут пазначаны. Один накірунак і одна сфера – это СМД-методологія. Система мыследзейнасная методологія, философия. Гэта, як вы, думаю, разумееце, хто будзе прадстаўляць? Правильно, Владимир Мацкевич. Ён вам распавядзе.
Наступная тэма гэта гульня ці хутчэй гульня практыка. То бок арганізацыя гульні і гэтак далей, то бок гэта накірунак, гэта мой. Даследаванне тое, як мы працуем у даследча-аналітычным гэтым самым, гэта Аксана Шелест. Герменевтика ці праца з тэкстамі, традыцыяй і гэтак далей, гэта Дмітрий Жириновскі. І палітыка. Гэта Андрей Егор. Усе гэтыя 5 накірункаў з іх увасабленнямі будуць прадстаўлены падчас гэтага курсу. Мы пачнем з таго, што адзін занятак гэта адзін чалавек, які будзе вам нейкім чынам раскрываць гэты накірунак, перспектывы, гісторыю, асноўныя паняткі і гэтак далей. І у гэты ж, паколькі ўвесь гэты курс гэта уводзены, то у яго таксама будзе ўбудаваны такія рэфлексіўныя часткі. Мы там трохі падправім календар, я вам зашлю. У нас раз на месяц мы будем вяртацца да, не толькі слухаць нас, але вяртацца да сябе і да сваёй рэфлексіі, свайго разумення і выбудовы свайго шляху магістра гульні. Это будут такие специальные занятия. Там недзе праз 2, праз 3 им будете выделять час, я вам некий график напишу. Мы, напевно, позднее вернемся туди, там больше конкретно, бо не було. Нам уже є з чого починати, так? Ось, тобто гэта таксама абавязковая частка, і вона фактично повинна нас привести до того, как наприкінці. То есть, если вы ничего не поняли про этот курс введения в методологию и культурную политику, да, то заготавливайте вопросы, реплики и замечания. И когда Татьяна дойдет до конца первого года, мы вернемся и там еще ответим на эти вопросы. Да? Агульные курсы. Тут позначено, что агульные курсы в библиотечном университете проходят по понедельникам и середам. Вы можете это убачить у раскладе, на сайте, у везде. Там есть такие 4 блоки. Мы все агульные курсы сгрупповали у 4 блоки. Сенсовно сгрупповали у 4 блоки. Перший курс – гэта СНД філасофія. Зразумела, што тых, хто так ці інакш арыентуецца на гэта, вы павінны там быць. Другі курс – гэта, другі блок – гэта 2 курсы, якія, на наш погляд, прадстаўляюць такія адмысловыя вельмі непадобныя на метадалагічныя мовы мыслення. Тут можна спрачацца, ці там мысленне, ці не. Прынамсі, на гэта прэтэндуюць так ці інакш. Гэта вобразная мова мыслення, ці это міхрометадыстаў, які не будзе пра гэта распавядаць. Ён будзе гэта рабіць, і вы можете на гэтым курсе паглядзець, як адбываецца мысленне, інакш. Ён будзе пра стыль, пра Беларусь, але гэта будзе іншы спосаб мыслення. І яшчэ адзін абсолютно унікальны спосаб мыслення – гэта Михаил Боярин, які з майстэрні Свамова. Гэта розныя типы мыслення, якія вы рэфлексіўна можете параўноўваць, глядзець, і гэта ёсць матэрыял не толькі змястоўны, але матэрыял для вашай рэфлексіі. Гэта другі такі блок. Трэці блок – гэта герменевтика традыцыі ці расчытанне тэксту. У нас зараз ёсць 2 курсы, яны пачынаюцца трошкі пазней, яны будуць цягам гэтага полугода. 2 абсолютно розных традыцыі герменевтычных. Гэта Ірына Дубянецкая, якая чытае Біблію і працуе з тэкстам, і Павел Барковскі, які па-іншаму. А чаму тут Бабков? Извините. Бабков тебе Бабков. Не. побежал. Не, ці правильно. Бабков, гісторыя ідэі, гісторыя беларускай думкі. Гэта таксама расчытванне традыцыі абсолютно іншае. Барковского не будет. Ён будзе, вы можете таксама пайсці. Можна до Барковскага пайсці. Так, хутчэй,
можна яго дапісаць. Так? І чацвёрты тып гэта метадалагічная праца ці спроба метадалагічнай працы адносна гісторыі ці адносна мінулага. Гэта курс пачынаецца зусім хутка, гэта спроба метадалагічна звярнуцца да гістарыяграфіі. Гэта не наша метадалогія, але ну, як бы, праца з метадам. І гэта Саганович. Я уже казала про то, что физично вы все равно не сможете все это глядеть, тем больше, что за все это треба что-нибудь обирать. Тому мы пропоновали, что у своей эдукационной траектории каждый из вас повинен обрать как минимум 2 курса з розных блоков. Як вы это будете робить? Заходите с чего? Ну, вы можете поконсультоваться, мы можем это обраховать с кожным, але ну, як бы, ваша задача так ці інакш зарыентавацца і прайсці 2 якіхсьці курса, ну, па выніку праходжання якога вы рэфлексіўна таксама ну, павінны там штосьці унесці ў сваё развіццё. Зразумела? Можно удокладнить. Тут так странно написано. Атрымоўваецца, што з гэтых 4 пунктаў треба выбраць, ну, мінімальна пажадана выбраць 2 курсы, якія будуць у розных блоках. Так, лепш у розных. Это значит... Вы можете хоть все, ну, коли физически здольны. Не, просто вельмі странно написано. Я не зрозумела весь этот текст. 2 курсу 2 блоков на выбор. Ну тут смотрите, это блоки, да? А Сначала кроме, выбирается 2 блока. а кроме Потом из каждого блоков, блока да. выбирается по курсу. А Тут кроме тоже. блоков, тут помечено несколько этих курсов, да? Их в результате получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 курсов, да? 7. Ну, или Барковского додать? А, если еще Барковский, то 7. Да? 7 курсов. Вот из этих 7 курсов вы выбираете 2. При этом вы можете выбрать это по собственному усмотрению, но поскольку усмотрением, а у вас еще физические ограничения есть, ну, по времени, да? То есть и так вам надо будет через неделю ходить по пятницам и четвергам, да? Как минимум. А тут еще как бы среды и понедельники. То эти курсы будут идти по 1,5 часа. Например, я прихожу, да, начинаю лекцию 1,5 часа, потом другие 1,5 часа, понедельник. Кто-то читает другой. Вы можете выбрать себе, например, понедельник и там, это самое, 2 курса. Вот это, конечно, Хороший способ ориентации Да. предлагаю. Зашибись просто. А что я должен сделать? Я говорю, что вы можете выбирать. У нас, кроме всего прочего, еще физические ограничения по времени. Все люди заняты, работающие и так далее. Он, Павел, на последний день игры не пришел, потому что у него график такой. Что с этим можно сделать? Ничего не можем сделать? Ничего не можем сделать. На эти курсы обязательно ходить физически или их можно в записи смотреть? А это кладоварский вопрос, я не знаю. Ну, я бы сказала, что легче ходить физично. Бо, ну, я бы Понятно, коллеги... что лучше ходить. Возможно ли в записи смотреть? Или это как бы считается, что Это все равно. Я, конечно, могу выдать, когда я буду ходить и проверять, посещаю вас. Чему я кажу лепш? Потому что, в принципе, ну, было б вельмі важна, калі вы абіраеце гэтыя курсы, асабліва калі ёсць магчымасць абіраць не так, как Владимир Владимирович сказал, ну, что просто, ну, я только по понедельникам могу. Так ці інакш, адносна гэтых курсаў трэба паставіць сябе задачы. А выконваць вы гэтыя задачы можете, ну, я думаю, толькі ў камунікацыі. Ну, толькі будуць, ну, Калі гэта будзе намалёвая задача, то іх калі это будзе так, намалёвая задача, калі, напрыклад, ну, як бы, ваша задача не просто там даведацца, што там было, а ну, з чымсьці разабрацца. З метадам, напрыклад, там, з карцінай свету. Бо вось, калі вы вернеце да забытай старонкі, то, в принципе, вы можете знайсці, ну, той, ну, адпаведнасць тым зместам адукацыі, пра які я казала. Гэта на ўсіх гэтых курсах будуць розныя карціны свету. І калі, ну, як бы, вы ставіце сабе задачу разабрацца з тым, як яны будуюцца, то, ну, напэўна, лепш прысутнічаць і там, задаваць пытанні.
сыходзячы са сваіх задачаў, не з таго, што бо на відэа будзе говорящая голова, якая будзе сыходзіць са сваіх задачаў. Таму зноў ж зразумела, што калі там ніяк няма часу і гэта адна справа, але калі адносіцца сур'ёзна, то лепш прысутнасць, тым больш, што ўсе яны не доўгія. Ну, то бок, гэта не то, што адзін курс, яны ўсе каля 10 заняткаў. Ну, то бок, гэта там, ёсць трошкі менш, то бок, гэта не цэлы год, там, па ўсіх панядзелках. А примерно вот на один курс какое количество понедельников в году будет? Калі 10 заняткаў, то гэта 10 панядзелкаў. То есть, 2,5 месяца, 2,5-3 месяца. В сумме. 10. Подряд. По продолжительности. Но они же будут не подряд, а будут... Подряд. Подряд. То есть все, вот сейчас вот, допустим, СМД философия она начнется с этого понедельника и будет подряд каждый понедельник, пока все. Вот это меня интересовало. Это будет в таком-то... Ну, просто наприклад, з курсом Мацкевича так само будзе Бабкоў падряд. А вось, наприклад, у Міхала традыцыйна у яго трохі іншы фармат, і у яго ўвогуле па... Я не ведаю, як мы зараз зробім, но хутчэй за ўсё гэта выходныя, і яны доўгія, то бок там 3 гадзіны. Ну там не на день, там 3 годины, ці больше, просто по... А что будет вторыми 1,5 часами сейчас по понедельникам после Мацкевича? Бабков. Пожалуйста. А Михал, кстати, еще может быть, наверное, в Союзе дизайнеров, да? Или здесь? Здесь. Просто в прошлом году? Нет, в прошлом году он читал здесь. Зрозумела, з агульними курсами. Клубная простора. У клубной просторы позначено две формы. Одна больш зразумелая, гэта летні клетачных універсітэтах, гэта будзе летом, гэта будзе на выездзе, але пра гэта трэба памятаць, і калі ўжо мы нейкім чынам маем школу, то нам трэба будзе думаць пра тое, што мы, як супольнасць школы, робім у гэтым леце. Поставить нейкія свае задачы, магчыма, увесці свае фарматы і гэтак далей. То бок гэта удзел супольнасці нашай школы у супольнасці універсітэта. Пра гэта варта думаць, патроху. Галоўная, такая рэгулярная праца клубная. Клубная нашай школы, гэта тое, што тут напісана канон, чытанне. Што гэта значыць? Па-першае, што значыць клуб? Клуб гэта не ў сэнсе, што мы там... Потусіць. Не, тусіць мы, напэўна, можам у нейкім іншым месцы. Гэта месца, можа, менш змушанай камунікацыі, якая, дазваляе нам адчуць нейкую разуменне адзін аднаго, еднасць, і працаваць якраз з тым, што больш звязана з індывідуальнасцю, з сваімі стасункамі з іншымі і гэтак далей. Мы у якасці такой клубнай працы прапанавалі гэтае чытанне ці фармаванне канона. З чым гэта звязана? З тым, што такая улюбленная категория Владимира Мацкевича, трансцендентальная едность и перцепции, то бок магчымасць разумець адзін аднаго па асобных словах, сюжэтах, разумець значна хутчэй, чым тлумачачы кожнае слово, кожны ход думкі і так далей. Все гэта, такая еднасць, культура, яна ствараецца праз чытанне адных і тых жа кніжак. То бок усе, хто чытаў адны і тыя ж кніжкі, яны апелююць сюжэтамі, апелююць героямі, апелююць вобразамі аднымі і тымі ж. У іх ёсць нейкая такая агульная прастора, агульная культура.
Ось у нас нема сфармаванага канона кніжнага канона метадолагаў, але ёсць ну так ці інакш шэраг кніг, які мы выкарыстоўваем, якія мы усе чытаем і выкарыстоўваем у ну, як бы нашым разуменні свету. Назовите какие-нибудь. Все будет. Ну, то так само, я не думаю, что мы тут... І гэта кніжкі абсолютно рознага кшталту, пачынаючы ад ну, там, навуковых, ну, кшталту, напрыклад, некаторых тэкстаў там, Шчэравіцкага, якія з'яўляюцца, ну, як бы, калі ты іх не ведаеш, ну, просто ты іх павінен ведаць. Вось. Скончылачы мастацкімі кніжкамі, ну, там, той же Гесе, «Гульня у шкляныя тэрміны». А, Таня, не рассказывай ничего. Вот. Адказнік за гэта ўсё Гліновскі і Аксана рыхтуюць... Примерок мне не ведись, пожалуйста, на провокации. Рыхтуюць спіс, які прапануецца чытаць і чытаць не на самым чытаць і абмяркоўваць. Як мы гэта будзем рабіць, як яны гэта арганізуюць, я сама яшчэ не ведаю. Секрет. Але ў наступную пятніцу гэты секрет будзе раскрыты. Вось. І ну, як бы, ідэя ў тым, каб праз тыдзень мы сустракаліся і чыталі, абмяркоўвалі, працавалі з ну, нейкім корпусам тэкстаў, які для нас ну, павінен стаць агульным. Зразумела? Коротких пересказов еще нету. Текстов. Опера для ленивых. Да. Тоже в скорокорке будут Да. пользоваться нашими пересказами. Пересказывают. Шпаргалками. Вось. Ну и все. Питание. А что вы мне? А будет в конце первого года какая-нибудь гульня еще? Ну, если ты решишь досрочно выпуститься и развернешь, Я думаю, Максим. А летний летучий университет у вас не устроит? Вы там можете организовать гульню. Калі на гэта хопіць ума и таланта. мозгов, амбиций, энергии. Куда взялся срок обучения 2,5 года? Эмпирически. То есть уже был какой-то Был опыт? расчет по сложной формуле с учетом многих входящих и исходящих. Опять тайна. Ну, вообще-то 3 года. Ну, Но 2,5 это немножко ускоренный. Нет, ну что вы смеетесь? все в самом деле. Просто обстоятельства внешнего мира, То да? есть у вас личное здесь, что никто не спрашивает, почему 3 года, да? После этого. нет, ну вообще 5. Возьмем. Не, ну, сапраўды, калі думалі, ну, зразумела было, што, напэўна, можна, ну, то бок гэта хутчэй сыходзіла з таго, што, ну, што варта было б прайсці, ну, у гэтым. І нават там 3 гэта мала. Ну, у сэнсе, там можна было б там 2,5 ці 3, но гэта значна больш інтэнсіўна. Ну, таму тут, ну, просто разумеючы, што мы не можам арганізаваць так, каб ну, як бы вы толькі вучыліся, больш нічым не займаліся. Ну, все после первого года разбегутся. Ну, Главное, после. оптимист. Как бы расчет был такой, что вот 5 дней в неделю, да, и доступны только вечера. Причем нельзя занимать как бы все 5 дней, как бы такая была установка. Нужно оставить Я как же бы, говорю, еще по кусок. сложной формуле. И вот как бы разбиение тех, там, того минимума курсов, которые определили на эти вот, там 3-4 дня, ну и дало вот такие после года, да. Это как в нормальных учебных заведениях. Планируется, потом выясняется, что студентов надо вывести на картошку. Месяц пропал. Уборка снега. Яшчэ пытанне.
надувая щеки, надеваешь, что если у вас, гады, после этого собрания будут дурацкие вопросы, типа, когда, где, что, куда мне приходить, что мне делать, убью. Можешь изобразить вот так? Нет. Нет, ну давай. Ну попробуй. У нас тут не театр. Я уточню. Насколько я поняла, 2,5 месяца подряд у нас будет, по сути, каждую неделю, в понедельник, среда, четверг, пятница, занятия. По 3 часа. Ну, там, Нет, неправильно разумею. Почему 2,5 месяца? ну, 2,5 месяца я имею в виду с курсами, только 10 занятий на каждый курс. Нет, это разные режимы. Подождите, до початку червня у нас будут занятия. Четверг и пятница. Причем простий день, четверг, простий день обов'язково, а методологічний семінар так само обов'язково. І п'ятниця один раз обов'язково, а другий раз клуб, що так само обов'язково. Четверг и пятница у вас заняты до конца, до лета. А как клуб стал обовязковым тогда? Ну, это такий жарт. Что есть эти обов'язковые занятки, и так само обов'язково. Мальчик и еще. Если исходить из того, что клуб это место воспроизводства человеческой сущности, то опять же Не хочете будете. свою сущность воспроизводить? Не ходите. Не ходите. А курсы? Понедельник и четверг, есть курс. Вы обираете, понедельник, среду, вы обираете ну, минимум 2 курса. Это значит, что, например, вы можете там ходить по понеділках, ну, ось на ті 2 курси, які там йдуть, і це буде там довжитися 2,5 місяця, тільки по понеділках. Ті, там, ви походите 2,5 місяця по понеділках тільки на курс Маскевича, а потім там з соковика трошки походите на, ну, стільки ж походите на Неподисну. Там просто, ну, якби, там різний графік. Я вам, ну, якби, дошлю, коли там що починається, коли який курс починається. І там, ну, якби, там, це хоча індивідуальний ваш, ну, приймається набор по понеділках і середах, це буде вельми індивідуальний набор. Слушай, Таня, а ты не хочешь перестать всем все досылать? Есть календарь в Вот, точном университете. вот я же Ну, про что и говорю. Есть Да? как минимум 2 инструмента коммуникации, которые, мне кажется, могут вполне обеспечить всей информацией, которая только есть. Это сайт ведущего университета, на котором есть расписание, как наша школа, я так понимаю, так и общих занятий, то есть всех общих курсов. Они все там будут, это все открытая информация. И есть платформа, на которой, я так понимаю, всем нужно записаться, кто еще не записался, зарегистрировался на сам наш курс, которая является уже, ну, как бы, местом виртуальной коммуникации как бы именно нашей школы, где можно заводить обсуждения, топики, и где тоже будет вся, ну, как бы, необходимая информация уже по спецкурсам. И давайте, может быть, может, ты перестанешь все всем посылать до Ну, бесконечности. я просто сейчас хочу все поставить на платформу и все. Ну, Я это это отлично, считаю. как бы, поставьте все это сам, потому что это, ну, одолеть невозможный процесс, тем более, что информация обновляется, как бы, ну, лучше привыкать следить самим за тем, что вам важно, чем рассчитывать на то, что выдалашка вам что-нибудь вышлет, а потом не найти там, куда она. Вчера случилось начало школы ВКЛ. Она будет знать расписание. Кто-кто? Галина Вячеславовна. Да, ну, Галина Вячеславовна, вы замучитесь еще от нее получать информацию. Нет, бывает просто разные моменты. Укладывается, переносится преподаватель. Все, что переносится, Всё на обижается. Всё На сайте есть такая отображается кнопочка. расписание. Расклад. Давайте так, интернетом все Да, да. пользуются. Но там пока нету расписания. Есть там расклад. Послушайте, Кнопочка расклад. Да, Открываете. кнопочка есть, расписание, я говорю. Есть, Есть. все работает. Кнопочка расклад. Кнопочка, Расписание есть. Сегодня проверял лично. Если расписания чего-то нет на сайте, значит его еще нет. Ну, то есть в природе. Надо Ну, подождать, пока он У появится. Маскевича стоит всего 2 занятия, и больше нет. Вы говорили про 10. Ну, что Это- Он стоит этот месяц. на том месяце, на который, ну, как бы, есть.
Можно выбрать большее количество месяцев для отображения. Нет, Нет, просто... я смотрю, на февраль Маскевича нет, на январь он есть, на февраль есть другой какой-то чел. Поэтому Нет есть расписания как бы по дням написано, потому что его еще нету. Я же говорю, если его нет на сайте, значит его нет в природе. Но есть информация про курс Маскевича, в котором написано 10 лекций, ребята, и они будут. Разберемся попозже. Маскевич в январе есть, да? Да. Логично, что он должен быть и в феврале, правильно? Вот Да. нажимаю на февраль. А что-нибудь в феврале вообще есть? Есть, конечно. Вот, пожалуйста, методологической Маскевича нету, поэтому есть вопрос. Тайна. 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 Ну так вы тогда определитесь с тайнами, а потом нас... Все, чего там есть, это тайна. Так. А скажіть, просто ось якби обрав курс і приходиш, чи треба записувати? Ну, на это вже. Или говоришь, что я... Либо записаться. Ну вот смотрите, какая штука. Вчера Кривицкий пришел на школу в ВКФ. Ну, школа это другое. Его не пускают, Это правильно, потому что это школа. потому что он не записался. Вот общие курсы, да, на них желательно записывать, чтобы можно было там какую-то логистику соблюсти, да, аудиторию найти соответствующую, а то вдруг там будет 50 человек, а это самое, в аудитории не вместится там и так далее. Да. Но это общие курсы, это не школа. То есть вы можете ходить на Барковского, например, который там, для другой школы являются обязательными. Или там Бабков, там, или еще что-нибудь такое. Да? Ну, там, где записывались на школы и на курсы состоится открытая запись. И вот можно зайти, записаться, и тогда вы просто потрапляете в список. Да. Пожалуйста, запишитесь на курсы. Но лучше записаться, да, на всякий случай, чтобы... Тем более, что там могут быть смена информации всякой какой-то, да? Ну, типа, опять же, тот же Барковский, по-моему, хочет читать в Троицком предместье у Раханского. Владимир Ильич, не путайте ничего. Поскольку вы расписание на сайте точно не смотрите. Точно. Мне скажут, я приду и прочитаю свое. Следующая зачастка. Так, с этим понятно, да? Все. Ну, Ніхто не запитався про вибудову індивідуальної траєкторії шлях магістра Гулі, а зря. а это что сейчас участка? Специальное занятие? Нет, это с первого года. Там такие спецкурс. Уводину методологию, как я вам сказала. И выбудову индивидуальной траектории. А когда ты говорила, что там раз в 2 месяца у нас будут занятия по этому самому, это ты про это говорила или про другое? Это такие, разом это будет такие комплексная речь. Да? Это два, да? То есть один это выводит политика основного подхода, один, а второй это выбудовывает... Это 2 в 1. 2 в 1. Я здесь, Ну почти как год, только без сливок. 2 в 1. Колькі сенс гэтага году гэта зарыентавацца і вызначыцца у сваім шляху, то арыентавацца вы будете, слухаючы, размаўляючы з намі і думаючы пра сябе, пра свой шлях, пра гэтае практыкаванне над сваім шляхам, не толькі адукацыйным, куды пайсці, але і над сваім шляхам. І я прапаную вам такую гульню. Кто читал гульню «Шкляная перлина»? Поднимаем руки? Нет, это не будет. На русском можно? Можно. Шмат кто. Там Маскевич не читал. Нет. Я не буду. Там юные кнехты. У них была такая адукацыйная праца з сваім шляхам, якая называлася жыццепісанне. Чым яна, як яна складалася? Вучні за час свайго навучання некалькі разоў описывали, писали жыццяпіс. Пісанне жыцця
некай персоны ад першага імя свой жыццяпіс у нейкіх умоўных умовах. То бок гэта яны маглі абраць некую культуру, нейкі час, ну, напрыклад, там сярэднявечча Гішпаніі. Ці там 3015 год, пятая галактыка злева. І пісалі свой жыццяпіс. Про то, як чалавек станавіўся сабой, як ён жыў, да чаго прыходзіў і гэтак далей. Вось, і гэтае практыкаванне, гэта вельмі добрая форма спробы выбудаваць сябе, але вось, у такіх, зразумець сябе, выбудоўваючы свой шлях у умовах, не апісваючы сваю біяграфію. Типа, я радзіўся, вучыўся, а тое, як бы гэта магло быць, ці як бы гэта павінна было быць. Таму цягам усёй школы мы з вами напішам як мінімум 3 жыццяпісы, кожны з вас. Жыццяпіс на паўгады. Свой. До конца года вы придумываете, пишете свой жыццяпіс. Я прапаную вам яго, думаць пра гэта наступным чынам. Уявіце сабе, што вы сталі магістрам гульні. Гэта уяўная, ніхто не ведае, хто гэта такі. Гэта уяўная персона. Тыя, хто быў на гульні, трошкі пачыналі пра гэта думаць. Магістр гульні і свет. У які свет вы памясціце гэтага магістра, гэта ваша справа асабістая. Вы просто пішаце і придумываеце, якім чынам вы становіцесь магістрам гульні, як вы туды ідзеце, хто гэты чалавек і што ён робіць у свеце. То бок, вы ўжо сталі. У сваім уяўленні вы сталі магістрам гульні такім, як вы сабе гэта уяўляеце. Усімі чыннікамі. Калі ёсць пагоны, значит пагоны. Калі лампасы, значит лампасы. Калі магічныя здольнасці, то магічныя здольнасці. Воображённый магістр. Вось вы сталі тым магістрам ігры, як... У той рэальнасці, у якой вы хочаце пісаць. Она можа быць сучасная, в сэнсе, можна взять реальную Беларусь, можна взять Беларусь пачатку 90-х, можна взять Великое княжество Литовское. Ну вот, коли вы стали там... Галактику придумать, тоже можно? Можешь. Коли ветвистая пшеница. Коли ветвистая пшеница. Что ветвистая пшеница? Вот вы вынаходник ветвистой пшеницы. Коли так, то значит так, я не верю. Як вы себе уявляете гэтага самага магістра гульні, да? Ну, толькі тут, напэўна, трохи трэба браць у рамки. Это Лысенковщина. Это уже наука и вообще как бы не варто. Ну что? Может, почему? Нет, я так разумею, что это якби был аргумент супраць увогуле гэтага задания. Там не варто... Ну вот, смотрите, какая... Можно любое задание придумать какую-нибудь фигню, и не варто его выходить. Еще раз. Значит, вот я представил себя... Я вас не разумею. Дима пытается, что вы хотите сказать. Коли гульня есть гульня, то можно гулять и на любых особах, а не на только Щедровицким. Конечно, да. Можно и на Сталине, и на Нероне. И то, что я это скажу, я вымолю Нерона, вам дает право сказать, что я супроть это? Да нет. Чему ж не Лысенко? Ну, про это я и говорю, да. Какая разница? Нет, да, какие у вас идеалы есть, такие вы и укладываете, это ваша справа. Нет, ну только смотрите, какая штука. Да? Вы можете над этим всем издеваться. И поэтому написать абсолютно ёрническую какую-нибудь хрень. Имеете право. И еще раз. Так, вы представляете себе магистра игры. Вы пришли куда-то учиться на этого магистра игры. Да? Вот вы учитесь и представляете себе, что вы уже стали магистром игры. Стали, а потом у вас там приходит какой-то журналист и берет интервью, например. Говорит, а как это вы вот стали таким магистром? Да? Какой путь вы для этого прошли? И вот вы ему рассказываете.
И дальше вы это вот все пишете. Ну или там можете по-другому как-нибудь, да? Пишите поучение, там, не знаю, своим внукам. Ну так, Да. литературная форма так само Да, может это вот использовать. вы самые разные формы придумываете. Единственное, что я вот пока это самое не знаю, как Таня будет принимать эти самые жизнеописания и в какой форме они будут обсуждаться. В клубе или еще как-нибудь, как? Ну, ось я тут пропонувала два варіанти просто на вибір. Гэта треба обов'язково обміркувати. Ну, обміркувати з кимось. Ці то ви обираєте когось із нас, ну, там, одного. Ну, коли ви не хочете нікому показувати, ви когось одного обираєте і, ну, якби, обмірковуєте, ось, що у вас отрималося. Ці то, коли є жадання, ну, то я думаю, що наприкінці года ми можемо просто зібратися тих, хто готовий обмірковувати разом, ну, прочитати один одного життєписання і обміркувати. Ну, для тех, кто готов. Я тогда думаю, что надо тогда каждому вменить в обязанность прочитать хотя бы одно жизнеописание другого. Потому что без рецензии, без обсуждения, оно как мало смысла. Не, ну так, конечно. Ну, причем тут, якби, тут нема варіанту, що це правильно чи неправильно. Це худшая спроба порозуміти себе і, ну, якби, побудувати гэта, ну, у таких, може, умовах, ну, умовных, уявленных умовах. Вот кто читал «Игру в бисер», про которую спрашивала Таня, да, «Игра шкляных перынов», то там как бы в конце книги есть 3 этих самых жизнеописания Йозефа Кнехта. Можете, те, кто не читал, посмотреть сразу варианты этих жизнеописаний. Ну а лучше прочитать, потому что вот место этих жизнеописаний в жизни самого Кнехта уже не его представленных, как бы, да, а в том, как он якобы жил. Ну это же все равно как бы там представлено все, да, явное. Вот. Каково место вот этих вот жизнеописаний для становления самого магистра игры Кнехта. И поэтому вот как бы, понимаете, это как-то упорядочивает и дисциплинирует фантазию. Таня, это была индивидуальная работа, ну, Да. то, чем до конца года занимаемся. Просто если речь о том, что это будут читать, ну и так что сказали, что... Я думаю, что треба ориентироваться на то, что у вас отримывается. Чтобы прочитали, чтобы хватило сил. Ну, тут головне, как ты написала это. Ну, я ну, следиш, якби, гэта практикование. Практикование для себе, в першую чергу. І, ну, якби, то, що хтось буде читати, гэта, ну, это просто, ну, якби, додаткова зворотная сувязь, так? А не проверка. Ну, в смысле, правильно написала или неправильно. Бо ніхто не ведає, як правильно. Ну, я примерно так и представила, просто примерно он допрыгнул. Насколько совесть позволит? Пока не устанешь. Пока не устанешь. Знаете, я тут недавно как раз занимался этим, немножко не в фантастической форме. Да? Некий человек брал у меня интервью, ну как бы просил рассказать там свою биографию. Не воображаемую, а как бы реальную. Хотя на самом деле, как было реально, я понятия не имею. Да? И особенно его интересовал первый период моей жизни. Детство. Да? Он начал меня спрашивать про детство, а я ему сразу говорю, понимаете, лет до 10 я вообще себя не помню практически. То есть, что там было, какие-то эпизоды, там чего-то такое, скорее по рассказам родителей, чем реально. Он говорит, все равно расскажу. Я отделался несколькими фразами. Ну, а дальше там то, что мне интересно, там больше. Да? В результате мы 3 дня, по 3 часа примерно где-то, это длилось, вот 3 встречи, да, часа по 3, если не больше, мы с ним разговаривали, он записывал это все на магнитофон, потом снимал и так далее. Получилось 14 страниц. В результате все не вошло, он много чего повыбрасывал. В результате я получаю и половина текста про мое детство. Я ничего не помню, как бы, а вся остальная жизнь укладывается во вторую половину детства. Ну, не знает, что важно. Технически прозвучало полгода, вот, этот срок. Это что значит? Это значит, что до лета А, вы про за это эти полгода. думаете, пишете,
наприкінці года ми з вами Одно жизнеописание. Одно. Одно. Наступні полгоди будемо писати наступне. У інших умовах. Просто, да, вот понимаете, какая штука? Наступні полгода є ще. Не продолжение первого. Не продовження. Рекомендации по охвату периода жизни воображаемого себя в других условиях есть? Или там месяц жизни может быть, или полнота. Полнота. Это повинен быть життєпис. Мацкевич каже, что это может быть этап становления. Нет, я не говорю. Я говорю, это повинен быть життєпис. как вы выберете, на что вы делаете упор, это не важно. Но вы стали магистром игры. Во сколько лет? 15 лет стали магистром игры, или там в 30 лет, или в 60 лет, да? И вы описываете все то, что привело вас к этому состоянию. У вас життєпис скончається тим, що став. Він може скончатися смертю. Ну, як би, став, помер. У вас Разные версии. Мацкевич збирає просто. разные версии. Тут есть там магистр войны, но и некая там Шлях до Яго. шлях там до Яго. Потом шлях Яго уже. А потом шлях Яго до смерти. Не магистр войны, да. И есть, ну там некие там подороже этого А можна намалювати? магистра. Так это про что? Про ось гэты шлях пишется? Ну, я пропоновала писать про ось про гэты ось гэты. шлях. Ось так. Ну, вы можете, это, Мацкевич дитинство не памятает, там, то есть, ну, то есть, может, там, ну, глядите, тут я просто думаю, что это, как бы, на выбор. Что так, что так, да? Ну, это же ваш життєпис, что для вас больше важно. Вы описываючи эту участку, напевно, вы будете больше думать про навчання, про то, что треба для того, как Не, ну, понимаете, я сейчас я не могу. Что? Если вот так, от сих до сих, то тогда пишите сразу некролог. Не-не. Пролог мы напишем, когда почитаем. Так там же еще будет второй семестр. Не спорьте. А почему не пролог? Почему вообще? Так а что, да? Да. Что, собственно, принципиальная проблема? Мне кажется, это принципиально. Потому что одно дело написать весь свой жизненный путь от рождения до смерти. Да? Что обязательно до смерти? Я еще больше не разбираю. То вы кажется, что мы описываем только полгоды. Кто говорит? Кожные полгоды пишется. Да. Андрей. Полгода тебе дается на составление жизнеописания. А период можно набирать Как период? Нет. Полноту некую. Полный период жизни. Вопрос сейчас стоит только следующий. Полный период жизни – это от рождения до смерти или полный период жизни от рождения до становления магистром игры? Вот подумайте это. Что вот это? И у нас тут разногласия с Татьяной. Она говорит, как хотите, а я говорю, нахрена как хотите. Пишите до момента становления магистром игры. Владимир, а почему? Потому что нам нужно планировать карьеру, и нам нужно заниматься математикой, которая как бы неизвестна. Да? Что это такое, и содержание ее не определено сейчас. И если мы пишем про смерть, это совсем другая история. Совсем другая история. Вы недооцениваете смерть. А я ее ценю очень, уважаю. Поэтому лучше становить пик, или как бы, ну, это самое, Точно. финал жизнеописания. Это становление магистра игры. И в этом месте проявляется представление о том, что это такое магистр игры, да? И это тот путь, матетика, да? Как это стало. А все потом. То есть, чтобы вам понравилось, Ну, еще вот я желательно быть понимаю. горцем. Я вот понимаю, что чтобы понравиться Мацкевичу, надо совсем другое. Нет, все равно мне ничего не понравится, так что вы не старайтесь. Тут другая штука. Вы сказки читали? Волшебные сказки. Да, заканчивается. Я, кстати, не знаю, у вас в канон
Книжки Пропа будут входить? Морфология волшебной сказки Конечно. и исторические корни волшебной сказки. Секреты у нас есть. Да, секрет. Так вот, если вы вспомните, как построены волшебные сказки, они построены следующим образом. Что случается нечто с мальчиком, с молодым человеком и так далее, девочкой. До того, что было до этого случая, жизнь человека обычна. Ну, родился, сосал грудь, писал Ну, штаны конечно. там, и так далее, да, и вдруг как бы провалился там в колодец. Или послали тебя подснежники собирать в этой самой, зимой там, да, или еще что-нибудь. Что-то случается, с чего начинается, собственно, подробная какая-то фигня. Потом, чем это все заканчивается? И они полюбили друг друга. Я был там у них на свадьбе, мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. И жили они счастливо, и умерли в один день. Вся оставшаяся жизнь после совершения какой-то вот фигни, она укладывается вот в это, да? И жили они счастливо, и померли в один день. Ничего интересного после того, как вы станете магистрами игры, с вами не будет. Ну, конечно, мотивацию задали. Или можете относиться к этому иначе. После этого начнется самое интересное. Про что Но ни одна сказка совершенно не неизвестно. рассказывает. Вот я понимаю, как бы в чем, ну, как бы рацио Таниного предложения, я не знаю, до смерти ли это, но это как бы, ну, включение еще какого-то периода Осуществление осуществления себя. магистра. Это в том, что, вот как по мне, как это, представление о самом магистре игры можно получить из жизнеописания только на этом этапе, а не на том этапе, когда ты туда дошел. Потому что, описывая вот этот этап дохождения, вы ничего не поймете про то, а кто же там вот наверху вообще образовался. Нет, но там же вот перед тем, как образовался, будет какой-то Фига не щелчок. открывается образ. Там щелчок будет. И это... Давайте так. Знаете, вот какая- Если вы верите Мацкевичу, вы пишете вот так. А если нет, то Не, пишите не до так надо говорить. смерти. Если вы уважаете Мацкевича, то надо так, да. Знаете, это фигня все. Но дело А в если том, что Мацкевича не уважаете, то тогда только вот до сюда. Я смотрю на я папатике, страшно не папатике застрял. люблю того, что называется обучение. Это какая-то очень дрянная херня, которая случается со мной на протяжении вот очень многих лет моей жизни. Я там где-то с начала 80-х годов начал кого-то чему-то учить. Поставили меня вот это самое. Не собирался, ну, говорит, иди, веди там занятия со студентами. Ну, пошел. Блин, вот этих бестолочей учи. Все студенты бестолочи по определению. Даже никто ничему не учится. Все приходят, блин, да, и все ждут, что им преподаватель всунет таблетку, блин, или это самое, вколет какую-нибудь херню, в результате которой они станут чем-то. А вот что надо делать, чтобы стать кем-то, студент, школьник никогда не думает. Нет, за редким исключением. Есть некоторые, с которыми как бы вот это происходит. Они начинают думать, а как мне стать инженером? А как мне стать поваром? А как мне стать чемпионом мира там, по шахматам? И так далее. Да? И вот когда он понимает, что ему надо стать кем-то, ну, например, магистром игры, а он таковым не является. И вот этот путь должен быть простроен. А уже когда, понимаешь, вы стали магистром игры и расписываете, какие вы чудеса творите, это дешевая фантастика. Вот мне это было бы совершенно неинтересно. А можно тогда уточнить? Да. Ну вот то, что говорит Мацкевич, я так понимаю, что смысл этого жизнеописания, да, чтобы, ну, так, простроить себе какую-то, ну, такую ботетику, да, там, или там, путь до магистра игры, да. Тут логика понятна, да, а то, что ты предлагаешь, вот все жизнеописание там до смерти, исходя из чего, ну, для чего это нужно делать? Чтобы что? Ну, я бы сказала, что это якраз розуміння шляху після. Представление о миссии. Если так что-то на уровне ценности, для чего мне быть магистром игры, что я буду с этим делать, или что это? Ну, потенциально
сессии там. Для чего тебе становиться, потом что? То есть это такая нарративная техника, чтобы вытащить из себя мотетику и еще какой-то ценностный контекст. Так. Для меня это хутчэй адказ на пытанне про у чым прызначэнне. Спроба адказа на пытанне. Не ў сэнсе, што ты адразу взял, а спроба запытацца ў сябе, куды ты рухаешься. І ідзе на гэтым шляху стаіць тое, што мы назвалі магістрам гульні і ўся гэтая школа. И что мы будем с этим делать? А это еще как-то оцениваться потом будет? Это еще как-то будет оцениваться? Это не будет оцениваться. Это будет, премироваться. Это техника работы с собой. Про технику работы с собой мне понятно, но эта техника такая, знаете, довольно интимная в некотором роде. Если потом это все будет вывешено на доске и там показано пальцем, Ребята, чем вы слушаете? Чем вы слушаете на прошлом такте? Я сказала, что если вы считаете, что это глубоко интимно, и вы не готовы обсуждать это с большим кругом, выберите хотя бы одного человека, с которым вы готовы это обсудить. Я думаю, что это может быть просто в школе, в смысле. Наверное, да, хотя я бы вам предложила все-таки выбрать из старшего командирского состава. Это, опять же, если это вот так уже интимно получится, что не можете, тогда нет смысла. А почему не поставить условие, можно вариант интимный и еще обязательно вариант, который можно обсудить? Слушайте, хоть 15 пишите. Пишите одно. Нет, серьезно. Версия. Все, кто готовы обсуждать, потому что мне кажется, что обсуждение имеет смысл. Не оценка, а обсуждение. Да? Обсуждение выстраивания этого, отношения. Да? Вообще посмотреть, если ты своим никому не показал, то тебе тоже никто не покажет. Дело в том, что покажет, не покажет, потому что не описание имеет смысл. Конечно. А вам вообще интересна сама практика такого рода? Ты кого спрашиваешь? Тебя. Конечно. Так я... Мне практика интересна, мне интересует то, как эта практика будет здесь реализовываться, что с ним потом будет. Я вам объясню. Слушай, уже интересно, что ты там напишешь. Будем про это Павел. Да. Хорошо. Вот как-то я тут не догоняю некоторых вещей. Во-первых, я не догоняю твоего замысла. Да? Потому что, когда я несколько раз пытался построить курс планирования карьеры, какие-то выработку личной образовательной траектории, лота и так далее, да? Сергей, например, ходил на одну из таких попыток, там еще что-то такое. Мы все с трудом представляем себе, что это такое. Мне Татьяна, например, говорит, когда мы задумываем, как это расскажи мне, как это все будет. Я говорю, давай так, Таня. Вот ты стала этим самым методологом. Можно сказать, не побоюсь этого слова, магистром ЕГЭ. Вот расскажи, как ты это стала, как это с тобой произошло. Ни разу мне не рассказала. Более того, Неправда. когда я начинаю что-нибудь говорить из ее биографии, известной мне, она говорит, что я вру. И то, что это остается абсолютно не отрефлектировано. Это что? А какое-то отношение имеет к заданию? Я про задание их спрашиваю. А там это вымышленное. Причем тут, как оно стало в реальности, если... Что вымышленное? Нам нужно вымышленную жизнь придумать. Да, подумать. Подождите, а что и в чем разница? Вымышленную? А в том, что вымышленное может вообще не иметь никакого отношения к каким-то моим реальным вещам. Я это выдумываю, это фантастика, если я правильно понял. Вот слушайте, Игорь, мы, наверное, чего-то между собой фундаментального не понимаем. Да. Вымышленность нужна для развития способности воображения и для дисциплины этой способности, которая очень плохо развита у современного человека. А безудержная фантазия, оголтелая, без дисциплины и способности воображения, дерьмо на палке. Полное дерьмо. Для кого-то гениальность.
Вот, слушай, идите куда-нибудь нахрен в другую школу, блин, с этой самой гениальностью. Кто-нибудь обещал здесь, в школе магистров игры, подготовить гениев? Хотите быть гениями? Нахрен отсюда. Здесь будут готовить магистров игры. С дисциплинированным воображением. С дисциплинированным это значит в рамках предельно развитым, способным вообразить себе разные миры и поместить себя и жить в этих мирах. Жить, а не херню плести всякую. Мы сейчас говорим о жизнеописании? Да. Отлично. Тогда задавайте рамки. Я же, как бы, мы сейчас и обсуждаем это, поэтому Таня мне сказала про жизнеописание, внесла это туда, обсудили мы даже несколько раз. И сейчас я сталкиваюсь с тем, что мы друг друга не понимаем. И поэтому я не понимаю, зачем строить жизнеописание до смерти. Не понимаю. Хотите, я не стану настаивать, ради бога. Но только я тогда как бы к этому относиться буду. Если Роман мне не покажет и будет писать интимные штуки, опять же, нахрена тебе это писать? И если ты ни с кем это не собираешься обсуждать, то зачем это вообще в школе? Так я поэтому и спрашиваю. Да, если это в школе, это надо с кем-то обсуждать, это надо кому-то предъявить. Форма предъявления может варьироваться. Можно вообразить себе разные допустимые формы предъявления. Но совсем не предъявлять. Это будет голое платье, новое платье короля. Да? Окей. Ну то есть ничего. То, что будет написано, должно быть предъявлено. Таня предлагает самую мягкую форму предъявления. Да? Обсудить это с одним выбранным человеком, но не абы откуда, а из школы. Это минимальная форма предъявления. Другая форма предъявления, вот как бы это сделал Иосиф Кнехт, он бы вышел и здесь это прочитал при всех. И получил бы отношение. Да? И мы это пишем не ради художественных достоинств, не ради гениальности. Мы это пишем в рамках подготовки и образования магистров игры. Это имеет абсолютно прагматическую ценность, эта штука. Прагматика это коренится вот здесь, в нижней строчке. И она должна идти от выработки, критики, рефлексии и самопознания, направлена к самоактуализации. А ваши гениальные художественные способности проявляйте в другом месте, пожалуйста. Мы здесь не литературный институт и не институт кинодраматургов. Мы магистров игры делаем. Вот рамки. Можно один вопрос и одно предложение тогда? Да. Вот, чтобы понять чуть больше про жизнеописание, да, ну вот мне понятно больше, вот для чего это я буду писать, да, вот то потом, ну окей, я написал, предъявил, да, и каким образом потом это влияет на мою карьерную траекторию или на мой путь, или ну, на что это должно повлиять? Я думаю, что это влияет в момент писания тебя этого. Никуда потом, ну в смысле, нету никакого места, куда мы это складываем, и потом из этого аналитически что-то вычисляем. То есть просто моя индивидуальная работа. Это твоя индивидуальная написание, работа. Про себя осознаю, понимаю, думаю, планирую. Да, поэтому и предполагается, что мы несколько раз это пишем. А что дает акт предъявления и обсуждения тогда? Он дает тебе обратную связь с другими людьми. Которая может как-то скорректировать мое понимание? Скорректировать твое понимание, скорректировать чье-то понимание, например, про того же там, магистра игры. Ну, потому что у нас явно очень разные понимания, да? И кроме, ну, как бы вот этой индивидуальной работы, у нас еще есть некая общая работа по, я уже когда рамки выставляла, по представлению об игре, человеке играющем и так далее. И это как бы в том числе наше, ну, некое общее приближение и понимание того, к чему мы движемся. Роман, а я все-таки вот как бы не очень понимаю природу вопросов, да? Потому что... Нет, ну вот смотрите, по своему своей онтологической ориентации я во многом марксист. Я, например, знаю, что человек
Любой, а уж тем более магистр игры, Марксистский. да, это всего лишь потенция человека. То есть люди не рождаются свободными, люди не рождаются равными, люди не рождаются никаким, они рождаются никаким. Они кем-то становятся. Кем-то становятся они в том числе через познание самих себя. Познание самих себя дополняется познанием окружающего мира. И вот взаимное познание самого себя и окружающего мира, и отношений мира и себя развивает, движет человека определенным образом. И согласно тому же Марксу, да, человек, Павел, познает себя, вглядываясь в глаза человека Петра. Мы сами по себе, как бы в себе самих, ничего найти не можем. Нету там ничего. Там зияющая пустота. Обнаружить себя можно в глазах другого человека. И познать себя можно через это. Поэтому люди нам нужны для этого. И тогда я, конечно, могу стать аутистом, придумать себе выдуманную биографию и так далее, и так далее. Но для этого мне не надо получать для этого задания, не надо это обсуждать в рамках программы какой-то и так далее. Да? Ты пришел сюда и становишься магистром игры среди других магистров игры. Ты не знаешь, что это такое. Я про это чуть больше знаю, но и я мало знаю про это. И только в глазах друг друга мы можем корректировать самопознание, представление о мире, где мы существуем как таковые магистры игры. Да? И, собственно, из этого вырисовывается сам концепт, сама антология магистров игры там, и так далее. Поэтому я не понимаю многих вещей, которые мы здесь, вот на этом автобиографическом или жизнеописательном моменте нашей образовательной программы говорим. И фантазировать мы, конечно, можем разное там, и так далее. Да? Но нужно, на самом деле, вот с Игорем, вот, когда мы это разговариваем, да, выставлять рамки. Мы не в литературном институте. Поэтому литературные достоинства нужны, там, не знаю, если в принципе нужны, то только для того, чтобы нас лучше поняли. Ну и в этом смысле интенсифицировать рефлексию этого всего. Но без рефлексии, обратной связи, это все смысла никакого не имеет. Поэтому чем ширше будет обсуждена ваша биография или вот жизненное описание, да, тем больше вы от этого получите. И оценки тут, кто это будет оценивать? Не надо никаких оценок. Нужна просто обратная связь на это. Я для себя прояснял просто смысл этого процесса. Каким чином? По пятницам. То есть то, что в Рожклубе у нас будет праца идти таким. Раз в пятницу мы читаем тексты, а вот то, что там позначено долгим один спецкурс, він буде вести. Тут будут выступать наши персоны и обмірковувати их шлях, питання, проблеми культурної політики. Усвоить это параллельно, вы, отримавши зараз задание, пишете свое життєписання. Где-то ну, йде параллельно. Несколько выступов, несколько обміркувань, и у нас будет такие, заняток, не, рефлексивных заняток, коли мы обмірковуємо тое, что на этот час, які питання узникли у некім адукаційному процесі, у процесі розуміння, у чим, про що ви думали у життях писання. Я, напевно, будуть некие там питання, але ось це такі рефлексивні обілочки. Тут буде 2-3 занятки, йдемо далі. 2-3 занятки, йдемо далі. Там такая будет смешанная конструкция. Как это вы думаете сами себе и пишете, например, але это, я думаю, будет утягиваться у обміркування, розуміння того, то есть, что там з нами відбувається, що ми зрозуміли, що ні, як ми просунулися до питання самовизначення наприкінці. Вось. І все.
все-таки Шляхов такое, если вдруг кто-то захочет со мной обсудить свой шлях, как вообще, ну как бы мне, как слушающему, можно адекватно это обсуждать, ну чтобы... Нет, вот просто чтобы это действительно было как бы, вот, достигался тот самый эффект обратной связи, и мы что-то оба вынесли из этого. Или у меня на тот момент уже должен быть написан свой, чтобы как бы... Люди что, вообще перестали разговаривать? Ну да. Перестали. Я с природы вопроса тоже не врубаю. Люди перестали разговаривать друг с другом. То есть, ну, вообще человек к человеку перестал. Да нет, у Иван Ивана понимает, что- порой просыпается гиперответственность. Он спрашивает, как правильно. Вот смотри, Будь Иваном. Ленин. Что достаточно? вот, по-моему, у вас у всех страшно убогая фантазия. Рамочная. Мне кажется, фантазия. Рамки загнаны. Представьте себе, вот просто на минутку, что вы уже пишете свое жизнеописание. Сели, вот перед вами чистый лист бумаги, вы уже начали его писать. И при этом вам известно, что у вас есть время на подумать полгода, и потом вы его, это жизнеописание, предъявите другим людям. Да? И вот про что начал заботиться роман. Ну это же интимная штука, да? Я пишу... формат жизнеописания. Да, я сижу вот перед чистым листом бумаги, и на этот чистый лист проецируется много всего, действительно, моего почти интимного, да? И это надо еще предъявить другим. И поэтому я буду сидеть и мучиться. Это не так просто. Первая фраза даже как бы и так далее, да? Кроме того, я это буду предъявлять другим, а что люди скажут? Вот если вы полный аутист и шизофреник, то вам, конечно, по барабану, что люди скажут. А вот если вы хоть чуть-чуть социальный человек, вам не безразлично, что по поводу вашего, вот, ну не знаю, интимного, воображаемого, да, своего чего-то очень личного, да, скажут другие люди. То есть вы фактически делаете, сидите, да, и понимаете, что за вами будут подсматривать. Вот вы в течение полугода думаете о том, как за вами кто-то будет подсматривать. Причем будут подсматривать злые люди и хорошие. Те, которые доброжелательны, да, и вас поддержат в ваших фантазиях бредовых там, и так далее. Да, и те, которые будут над вами издеваться. Смеяться. Может быть, подкалывать. А может быть, наблюдая или там, выясняя что-то ваше, очень глубоко личностное, да, постараются потом использовать против вас. И вот вы это все соображаете еще до того, как начнете писать первое слово. И понимая это все, да, Иван уже начинает думать, а как бы мне, да, вот подготовиться к тому, что роман вытащит. Нахрена тебе это нужно, Иван? А если роман готовится к тому, чтобы потом, когда Иван начнет зачитывать, или ты будешь читать то, что напишет Иван, да, ну, со своими либо злыми, либо добрыми намерениями. Вот ты лучше про это подумай. Когда ты будешь писать, да, тебя будут слушать злые и хорошие люди. И вот тебе надо это сделать таким образом, чтобы стать неуязвимым перед злом и всосать в себя, вобрать в себя как можно больше добра. Не того, что тебя похвалят за красивый фразеологический оборот. А там будет твой внутренний Иван Веденин представлен, который является предметом заботы, волнений, страданий реального Ивана. Внешнего Веденина. И он голенький такой, уязвимый весь перед внешним миром. Все, напугал окончательно все. А уж что, как потоптаться к этому голенькому?
Те гады найдут как. Поэтому не думай, как ты будешь слушать то, что напишет Роман. Думай про то, как ты себя представишь этому миру. Но при этом в виде магистра игры ведь. Не этого ханурика из заместителя Клишевича по Талаке, а магистра игры. Ну что? Эдик, нам про схемотехнику уже не интересно. Нет. Схемотехника все понятно. Пару слов расскажу про схемотехнику. Голова Ивана. Уже никакой схемотехника не перебьешь, Владимир Владимирович. Схемотехника будет построена таким образом. Я буду вводить схему за схемой, или принцип за принципом, да? И мы будем что-то там почитывать, если есть на эту тему что-то я буду просто рассказывать. А потом мы будем практиковать употребление сразу же этих схем в качестве инструментов. И на каждую схему у нас будет назначено по 2 человека, которые будут с этой схемой работать. Или с этим принципом. Там идея такая была, что вводить его. Вводить буду я. Куда они будут вводить? Вводить буду я, а они будут работать над какой-то проблемой с использованием этой схемы. Потом, второй год, придумаем чего-нибудь, чтобы они начали это вводить. Только кому? Друг другу, что ли? Так они и знают, что вводить то, что уже введено. Поэтому мы будем придумывать, каким способом освоить не только употребление, но и создание инструментов. Ну это потом. А на этом курсе схемотехники, значит, мы будем отрабатывать употребление введенных схем. Употребление для решения какой-то проблемы, задачи, да, и так далее. Ну, то, для чего, собственно, эти инструменты предназначены. Но при этом подвое на одну схему, чтобы мы могли это сопоставлять и соотносить. Вот и все. Все просто. Ну что? А домашнее задание будет в следующем четвергу? Четвергу? Ну, в четвергу. Я на встречу спрашиваю. Ну, видишь ли, я-то думал, да, но поскольку вы с Галиновским решили сделать тайной канон, то я возьму на себя смелость задание домашнее дать пролонгированное. Если вы падали, не будете знать нескольких моих текстов, не прочтете за ближайшие месяцы, то я с вами разговаривать вообще не буду. Потому что, назовите эти вот, знаете как, я каждый год за период существования белорусского коллегиума, не летучего университета, а белорусского коллегиума, каждый год читал там маленькие курсы. На первом и втором курсе. Там, в общем, с самого начала люди учились подолгу. То есть 2 курса обязательно. Ну, правда, до 2-го курса мало кто доживал, но тем не менее. Так вот, я там читал курсы и всякий раз придумывал тоже разные курсы, ну, разные темы для своих курсов. Курсы коротенькие, я приходил. Но меня в какой-то момент заинтересовало отсутствие прогресса между первым и вторым курсом. Думаешь, с чем же это связано? Вот люди ходят, учатся как бы целый год, да? Приходят на второй курс, а понимание, кругозор, представления точно такие же, как на первом курсе. Думаешь, с чем это связано? Стал выяснять. Ну как я могу выяснять? Я же не могу экзамены принимать и так далее. Я стал выяснять и спрашиваю, например, слушайте, вот Акудович там в таком-то тексте говорит то-то и то-то, и я вижу, что ни у кого не отзываются глаза на это дело. Я спрашиваю, а вы это читали? Нет. Интересно, говорю я. А что вы вообще читали из Акудовича? И выясняется, что второго курса на белорусском коллегии, где Акудович является главным создателем содержания, да? Главной персоной.
доходят до второго курса люди, которые не читали Акудовича. А он с ними встречается чуть ли не каждую неделю на протяжении всего Поэтому и года. не читали, что встречается. А что они туда вообще ходили? Ну, хрен его знает. Почему я и говорю, что до тех пор, пока вы вот эту вот штуку для себя не построили, и хотя бы не нафантазировали, да, они ходят не для чего-то. Не для того, чтобы что-то достичь, зачем-то там и так далее. Они ходят, потому что время некуда девать. Или намечтают себе какой-нибудь херни, типа того, что я хочу быть поэтом. Что нужно сделать для того, чтобы стать поэтом? Они, я читал на факультете или там на отделении философии и литературы. Философию там мало кого волновало, все приходили заниматься литературой. И Акудович их там этому учил. Вот они хотят стать либо поэтами, либо писателями. Да? Что нужно человеку, чтобы стать поэтом? Причем, как правило, люди начинают мечтать о том, чтобы стать поэтом, когда они уже владеют без всякой херни, там, специального обучения, да, рифмоплетством. То есть рифмы у них возникают. И они думают, что если у них в голове рождаются рифмы, этого достаточно, чтобы стать поэтом. И осталось только найти какую-то волшебную кнопку, нажать там чакру, да, или сожрать таблетку, или еще что-нибудь такое, да, чтобы вот из рифмоплета сегодняшнего, да, я стал, например, там, знаменитым поэтом и затмил Купалу, Колоса, Богдановича и так далее. А вот простроить себе, что мне нужно сделать это, потом мне нужно сделать это, потом мне нужно перейти к этому, да, чтобы стать таки Богдановичем. Вот этого никто не думает. Поэтому вот здесь мы уже пытаемся построить это таким образом, чтобы люди осознанно, шаг за шагом, в течение 2,5 лет двигались. Почему? Потому чтобы стать магистром игры. Поднимите руку, кто знает, что такое магистр игры. Никто не знает. И тогда получается, что обучение в школе магистров игры. Задачка из сказки. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Да? А между тем, все это можно знать. Но как это можно знать? Для начала прочитайте хинтику, семантику возможных миров. Поскольку вы хинтику не будете читать, то, что я написал, вы обязаны прочитать. Иначе какого черта вы со мной имеете дело? Итак, вопреки очевидности, книжка является обязательной для всех. Главы в полемических этюдах про педагогику естественную, про педагогику культуры и про педагогику идеала, вот эти главы, до педагогики культуры или идеала. Я не знаю. Идеал. Третья парадигма. Да? Вот от начала до педагогики идеала вы обязаны прочитать все. Дальше, и дальше несколько этюдов из этой самой Рыжего утконоса. Потом книжку Водолажской и Егорова про игру вы обязаны знать. И с приложением Бобровича. Она там в книжке есть. И что еще? Что я забыл? Если что-то забыл, я вам скажу. И практика. Статью «Деятельность, практика, образование и техника» из философского слова. Можно этот список выложить? Запоминайте. А если не запоминаете, записывайте. Это самое. Этот список я озвучу в процессе схемотехники и своего курса от философского задумения до практичной категоричности. А в принципе, можете начать с того, чтобы посмотреть курс лекций «Введение в философию», который стоит на сайте Methodology Byte. Чтение есть одна из интеллектуальных функций, без тренировки и развития которой, в общем-то, магистром и кем угодно человеком ты не станешь.